Тут надо как-то это, что-то вышло. Микрофон выключить.
Уважаемые коллеги, все ли меня слышат? Если все слышат, большая просьба в чате написать пофамильно, кто присутствует на конкурсе, чтобы было понимание. Либо перекличку давайте сделаем. У Вуктыла не работает камера. Да? Так, Воркута Голубева Диана Витальевна есть? В чате есть, Стас, спасибо. Вуктыл, Дроздова Галина Васильевна. У них была проблема. Еще. Здесь. Отлично. Вы настроили камеру, да, все? Ага, молодцы. Ижма. Николаева Вита Николаевна. Ага, включено. Вита Николаевна, вы здесь? Так, все, да? Вроде бы. Ничего особо не трогай. Да, здесь. Отлично. Афинка, Богушени Анна Анатольевна. Анна Анатольевна. Анна Анатольевна, будьте добры. Заодно проверим связь. Ага, пока отложим. Кайгородская центральная библиотека Башманова Светлана Михайловна. В чате есть. Ага, отлично. Звук тоже включите, чтобы было понимание, что вы работаете. Карткирос Необдина. Артемьева Светлана Николаевна. Есть. Ага, приятно очень. Сыктывдин. Мишарина Александра Николаевна. Сыктывдин. Сыктывдин у вас работает? Вы слышите? Можете говорить? Так. Нюблина есть у меня. Угу. Так, тогда давайте дальше пока пойдем. Сыктывкар, Савойка Марина Ювенальевна. Есть. Отлично. Замечательно. Усть-Кулом. Так, Логинова Ирина Михайловна. Есть. Отлично. Слышим, видим, да, и все принимаем. Эжвинская детская библиотека номер 15 Паршукова Елена Николаевна. Здравствуйте, я вас слышу. Прекрасно. Все, замечательно, девочки. Значит, микрофоны включаем, когда объявлена ваша фамилия. Где Камбалова? Сейчас будем ей звонить. Так, еще раз хочу повторить. Инта, Богушения Анна Анатольевна. Слышит, видит, говорит? Да. Отлично. Все, слышит, видит, говорит. Кайгородок еще раз. Башманова Светлана Михайловна. Слышим, видим, говорим? Башманова под вопросом, Кайгородок. Так, Сыктывдин Мишарина Александра Николаевна. Так, Сыктывдин тоже, да? Не слышно. Так, сейчас сделаем тогда дозвончик.
Светлана Михайловна Башманова, будьте добры, скажите в микрофон, хорошо ли вы нас слышите, как у вас обратная связь работает? Светлана Михайловна, у вас есть возможность звук включить? Она включила микрофон, но фонит вот это. Фонит? А что фонит сейчас? Ну, у нее микрофон не работает. Либо... Напиши, Стас, у вас не работает микрофон. Напиши, пожалуйста. Вот Иван у нас вот так вот и сидел. Потому что это вот такая беда с ним. Пусть ищет срочно Либо ее, специалиста. она... настроит. Я говорю, я не понимаю, если ты разговариваешь, Евгения Павловна. Ну, она не слышит, что мы у нее спрашиваем. Она в чате пишет, но мы ее не слышим. Она как будет защищать проект? Вот давайте, пусть отработает это. Давайте. Стас, что пишет? проверяю там. Нет, они только фон включили, то есть Ага. веб-камеру, наверное, включили. Та картинка с печкой, это по Башманову Светлана. Вот. Напиши, что Башманова Светлана нужно включить видео и микрофон. Все Скажешь включили. пару слов. Конечно, Что-то. да. Пусть голос подаст. Там Понимали. заходит это. Она слышит нас? Я не слышу их, да? А как делать, чтобы их слышать? Там где-то там потом сейчас проходит. Да, ходит, картинка-то хорошая, картинка красивая, а можно ли услышать? Вот я же говорю, будет со звуком проблема. Блин, как это сделать? Выключили. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Меня слышно? Так, а кто это? Кто вы? Детская библиотека Выгод. Шайдина. Отлично, все, Александра Николаевна, да? Да, да. Все, очень хорошо, Александра Николаевна. Да. Я могу по почте. А они слышат тебя? Ну, сейчас, коллеги, немножечко еще подождем. Ну, я-то что могу Работал, делать? Я не знаю, что Кайгород. делать. Вот я и говорю, что, блин, Может быть, колонки не подключены? Давайте пишем. Так. 220. Чат, ну, посмотри, чат. Все хорошо, спасибо. большая просьба выйти на связь. Микрофон. Вы нас слышите? Нет, не слышу, не пишу. Вы кидают чат наконец. Какой микрофон? Мы их чуть-чуть слышим. Нет, не Не слышу. Так, слышу. ну все, ну как? Вот, А вы меня слышите? Алло? да. Мы вас слышим. Светлана Михайловна, вы нас Да. слышите? Нет, я вас не слышу. А вы меня слышите? А почему вы нас не слышите? Теперь вот мы слышим вас, вот говорят автоматизаторы. А на картинке мы вас не видим, вы где? Нет, она спичка. Вот картинку видите? Вот я на картинке. А, ну вот, пожалуйста, а то мы не понимаем, может это заставка. Я вас просто не слышу. Так, мы вас слышим А хорошо. колонки Как нам проверьте, наладить, какие? Стас? Колонки, проверьте, какой звук. Ага. Меня правильно. слышно. Меня видят и слышат, да? Да. Значит, у вас колонки не выводят звук, подсказывают автоматизаторы. Значит, у нас колонки не выводят звук. У вас. Посмотрите, Да, колонки. сделать? Ага. А как это будет? Да. Будем созваниваться тогда, хорошо? Ну, Если вы меня слышите. хорошо, давайте так. А коллеги слышат ли, интересно? Хорошо. Все, давайте будем начинать. Она через нас все равно как бы фон какой-то будет. Чё, включаешь? Уважаемые коллеги, так как проверка связи прошла, все участники конкурса подключились. Начинаем второй этап и предоставляем слово председателю жюри, директору Национальной библиотеки Данчиковой Екатерине Леонидовне. Большая просьба отключить микрофоны, если вы ничего не докладываете. Добрый день, доброе утро еще, коллеги. Конечно, я хочу поздравить всех участников конкурса, а также их руководителей с вторым этапом этого конкурса. Огромная благодарность. Меня слышно? Да.
было Нет, это понятно. Светлана Артемьева, включайте микрофон. Ага. И вот Башманова тоже начала включать. Коллеги, хочу выразить благодарность, конечно, участникам конкурса в том, что они, естественно, не только повышают свои профессиональные компетенции, участвуя в этом конкурсе, но и являются, в принципе, своим участием, являются теми неравнодушными сотрудниками, которые хотят привнести в свои библиотеки для своих жителей что-то новое, зажечь какие-то новые идеи. Мы этому безмерно рады, что вы у нас такие есть. Конечно, не без помощи руководителей, от руководителей очень многое зависит в ваших учреждений. Поэтому вперед, удачи вам, ничего не бойтесь, вы все большие молодцы, уже только потому, что вы принимаете участие в этом конкурсе, что вы уже подали документы и заявки. Поэтому мы с удовольствием посмотрим на вас, полюбуемся, оценим и все-таки выберем победителя в конце концов. Спасибо, удачи, добрый путь. Итак, коллеги, начинаем по списочку. Я буду объявлять того, кто выступает, и следующего за ним. Начинает Артемьева Светлана Николаевна. Следующая готовится Башманова Светлана Михайловна. Николаевна, подключайте микрофон. Начинается первый этап, в котором вы должны защитить свой проект, конструкцию идей. Давайте ждем вашу презентацию. И да. Сейчас. Она будет на экране, да? Да, Она да. была уже. Она выключила камеру. Да. Скажите, чтобы она включила. Анна Николаевна, включите камеру теперь, пожалуйста. У Камеру? вас была включена камера, Да, включите она ее, была. пожалуйста, еще раз. Нет. Мы можем руководить Вот. сами? Сейчас. Мы Мгм. правильно нажала. Мгм. Что-то не подключается. Но вы как гости уже подключены. Одна из вкладок у вас подключена как гости, и мы вас слышим и видим. А мы сейчас хотим презентацию включить. Ну тогда нажимайте демонстрацию рабочего стола, выберите окно активное, ну, скорее всего, весь экран, и подтвердите. Не получается. Вот. Сюда. Вот теперь мы видим Вот, ваш... все, видим презентацию и видим вас. И слышно меня? Замечательно. Можете нашу Уважаемый- кнопку скрыть, чтобы не мешалось. Все, хорошо. Отлично все. Мгм. Чтобы не ушло. Да, чтобы У нас все хорошо. Все. Говорите. Уважаемые коллеги и уважаемое жюри, меня зовут Светлана Николаевна, работаю в Нёбгинском филиале МУ Карткеровская ЦБС. Я представляю вам сегодня проект «Почитаем, поиграем». Этот проект долгосрочный для младших дошкольников 2-3 лет. Побывав на родительском собрании в октябре месяце 2021 года и выступив с темой о пользе чтения книги для малышей, выяснилось, что не все родители читают для своих детей. Поговорив с воспитательницей после собрания, предложила для малышей в детском саду организовать кружок. И чтобы организовать этот кружок, надо было написать проект. И благодаря тому, что наша библиотека в 2021 году стала модельной и обновился фонд, в том числе и детский, и обновился кукольный театр, то сделать этот проект стало намного легче. Актуальность этого проекта, к сожалению, на сегодняшний день наши дети воспитываются не на книгах, а на современных мультфильмах, компьютерных играх и гаджетах. И у большинства родителей нет времени сесть с ребенком и почитать книгу. А регулярное чтение с дошкольником художественной литературы является залогом того, что ребенок будет иметь большой словарный запас, грамотно строить предложения, выразительно и красиво говорить. Из детских книг и сказок дети черпают множество познаний.
первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой и с предметным миром. Целью проекта было приобщение дошкольников 2-3 лет к книге через художественное слово. Это сказки, потешки, рассказы. И задача проекта – развитие у детей интереса к книге через чтение, способствование развитию познавательной активности, любознательности речи, обеспечение социально-коммуникативного развития детей. Пути реализации проекта – это подбор художественной литературы, составление программы занятий, чтение русских народных и авторских сказок, потешек, рассказов, рассматривание иллюстраций и обсуждение произведения, рисование и лепка героев, словесные подвижные игры, просмотр кукольных инсценировок и здоровьесберегающие технологии. И вот у нас в декабре месяце прошло самое первое знакомство с главным героем книги с «Мышонок Тим». Это книги из серии «Психологи советуют». Мы первый раз и с детьми познакомились, и с книжкой, и с главным героем этой книги. Мы прочитали, было потом бурное обсуждение, правда, еще не все малыши умеют говорить, а затем мы с ними просто поиграли с этим главным героем. Дальше у нас опять идет занятие «Как мышонок не хочет спать». Это тоже книга из этой серии. Мы тут тоже опять прочитали, поиграли, сделали друг другу веселый массаж. И вот такие у нас занятия проходят в месяц один раз. Мы каждый раз знакомимся с новым рассказом, с главным, опять же, герой тут у нас мышонок Тимка. И, как вы знаете, все дети любят очень ездить в гости к бабушке. Тут уж мы тоже, тут фантазии, была бурная фантазия у детей и у меня, конечно. Вот это тоже серия книг «Мышонок Тим капризничает». Тут тоже мышонок Тим не хочет есть. Дальше у нас идет уже сказки о животных. Тут мы познакомились с маленьким зеленым лягушонком, прочитали, рассмотрели иллюстрации, поиграли с этим веселым лягушонком. И вот последняя встреча у нас была с бельчонком любопытным. Опять мы тоже вместе совместно прочитали, посмотрели. И знаете, что хочу сказать? Вот с прошлого года, когда мы начали вести эту работу, у нас в группе вот было еще 2-3-летние детки. А в этом году у нас вот эти некоторые детки уже перешли в старшую группу. И появились тут новые, совсем еще маленькие, они где-то им год 7 и годы 8. Вы не представляете, они как сидели замечательно, тоже, правда, еще говорить-то не умеют, но только да, вот самые маленькие у меня тут помогают бельчонку собирать грибы и шишечки. И вот благодаря этому проекту у нас от родителей пошел бурный поток отзывов. И вот я хочу один отзыв вам прочитать. Хочу выразить благодарность за занятия в рамках проекта «Почитаем, поиграем» Артемию Светлану Николаевну. По просьбе сына после этих занятий просит читать дома книжку про мышонка Тима, так как ему очень понравился рассказ. Я очень рада, что Светлана Николаевна учит детей прививать любовь к книгам с детского сада. Будем благодарны, если будете чаще приходить в детский сад. Спасибо за ваше тепло и любовь к нашим деткам. Вот еще у меня такой один отзыв от родительницы. И она мне просто написала то, что это очень хороший проект, и что ребенок сам теперь просится в библиотеку и вместе с родителем. И вот главной целью данного проекта у нас было приобщение дошкольников 2-3 лет к книге через художественное слово. Но по прошествии времени, реализуя данный проект, получилось так, что дети с родителями стали приходить за книжками в библиотеку. Если вот это выразить схематично, вы, наверное, видите эту схему, то это будет выглядеть вот так. Библиотека, это в начале было проекта библиотека, книги и дети.
А теперь у нас схема выглядит вот так. Библиотека, книги, дети. Дети потянули за собой родителей, и родители вместе с детьми стали приходить в библиотеку. А это в основном у нас молодежь. Вот так получается, как бы я поймала двух зайцев. Привлекаю детей, малышей, книги к чтению, а через детей и привлекла родителей в библиотеку. Вот последние данные, вот эти фотографии. Спасибо за внимание. Светлана Николаевна, спасибо большое. Теперь слушаем защиту проекта Башмановой Светланы Михайловны, и готовится Богушини Анна Анатольевна. Светлана Михайловна, вам слово. Могу начинать? Да, конечно. Здравствуйте, гости дорогие, гости званые, да желанные. Рада видеть вас всех у себя в гостях. По старому русскому обычаю дорогих гостей встречают хлебом с солью. Расскажу я вам сегодня о познавательно-творческом краеведческом проекте «Забавушка». И неспроста, ведь 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия России. Проект направлен на развитие творческих способностей детей, духовных, интеллектуальных, и рассчитан на возраст от 6 до 14 лет. В основу программы положены принципы русского народного творчества. А кто, как не библиотекарь, может познакомить детей с этим творчеством и с нужной литературой? Первые представления о своей родине, о ее культуре, о воспитании патриотических чувств. Ведь фольклор играет важную роль в жизни каждого ребенка. Главной задачей библиотекаря является приобщение детей к чтению, знакомство с народным творчеством через литературу, формирование элементарных представлений о видах искусства. Всему этому можно научиться на наших мероприятиях, которые проходят в рамках проекта 2 раза в месяц. Это беседы, игры, книжные выставки, мастер-классы, на которых ребята вышивают крестиком коми-орнаменты, и даже кулинарные встречи, где мы готовим блюда национальной кухни. Выжигаем по дереву, плетем из бересты, валяем валеночки. Такая форма сегодня привлекает детей. А напоследок хочется сказать, издревле русские люди славились крепким здоровьем и сильным духом. Наши предки оставили нам богатое наследство. Это те традиции и обычаи, о которых мы знаем не только из уст бабушек и дедушек, но и, конечно же, из книг. Заболталась я что-то с вами, пойду пироги из печи доставать, а вас я приглашаю в гости в Польскую модельную библиотеку. Все. У вас все, да? У меня все. Ага, спасибо большое, Светлана Михайловна. Угу. Теперь Анна Анатольевна Богушини. Ага, слышно меня? Да, Добрый да, день. Хорошо. Ага, подключаю презентацию. Хорошо. Готовится Голубева Дина Витальевна. Я тоже. Еще раз добрый день, коллеги. Я хочу предоставить проект название «Создание инклюзивной мастерской «Прошить». Это еще не реализованный проект, но в дальнейшем планирую участвовать в грантах и конкурсах на дополнительное финансирование. Центральная библиотека имеет большой опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года на базе библиотеки работает... Анатольевна, скажите, пожалуйста, а вы нам презентацию будете, да, включать? А я включила, не видно? Вот у нас она не идет, мы поэтому уточнили. Перейдите в окно и нажмите демонстрацию. Так, а в окно куда? Вот Яндекс Телемоста перейдите. Сейчас. Там есть кнопочка демонстрация, нажмите на нее. Ага, нашла. Так, нажмите демонстрацию, потом выберите весь экран.
И нажмите поделиться, например. Так, видно? Нет, еще пока нет. Нажимаю на демонстрацию. Дальше. Поделиться. Поделиться. Нет, там надо сначала выделить окошечко. Там весь экран, например, предлагает. У меня рядом чат. Ну, нет, там будет весь экран слева. Вы нажали кнопочку демонстрация? Да, нажала. Вот, он предлагает вам окошки, какие можно расширить. А поделиться вижу. Вот, да, сначала весь экран, Ага, вижу окно. а потом начать кнопку «Начать демонстрацию экрана», желтая кнопка. Так. И мне вот смотрите, окно нужно нажать. Так, Нет, выберите часть экрана для демонстрации. Найдите весь экран. Не вижу. Левая кнопочка получается, да? Левый Да. листочек. Весь экран у меня синеньким горит весь экран. Теперь нажмите «Начать демонстрацию экрана». Справа внизу. Желтая кнопочка. Ну, у нас желтый. Написано поделиться и отмена. Нажмите поделиться, да. Поделиться есть, но она не говорит, только отмена. Вот есть весь экран, окно, вкладка. Вот весь экран нажмите на него, чтобы он стал активным. Нужно выделить его. А, все, увидела, ага, все. Теперь кнопка будет актив. Вот, теперь мы вас видим. Ага, все, спасибо большое. Давайте теперь сначала, да-да-да. Ага, показ и сначала, да? Да. Все, презентация пошла, и вас видно. Ура, ура, ура. Ага. Ага. Ну, я представляю проект создания инклюзивной мастерской «Прошить» Центральной библиотеки. Это нереализованный проект, как я сказала, но в дальнейшем я планирую участвовать. Центральная библиотека имеет большой опыт работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года на базе библиотеки работает клуб «Вместе» для членов Единского отделения общества инвалидов. Я уже 10 лет являюсь его руководителем. Практически все члены общества регулярно посещают нашу библиотеку. И в 2016 году была разработана программа «Доброе творчество», в рамках которой регулярно проводятся мастер-классы и творческие занятия. Активисты клуба «Вместе» участвуют в конкурсах, выставках, где завоевывают различные награды, грамоты и дипломы. Ежегодно в библиотеке оформляется творческая выставка их работ, сделанной своими руками. Участникам клуба «Вместе» полюбился такой вид творчества, как шитье мягкой игрушки. Они проявляют интерес и к другим видам рукоделия и с радостью попробовали бы себя и в других техниках. Вот таких вот поросят мы сшили к концу года, вот таких тигрят. Но так как проблематично, сами видите на слайде, какая у нас техника, можно сказать, даже очень проблематично. И в учреждении нет должного оборудования, участники вынуждены шить на машинках вот такого старого образца, которые постоянно ломаются, рвутся нитки, ломаются иголки. И люди, имеющие серьезные проблемы со здоровьем, как правило... Так, слайд, подождите-ка. И в данный момент отсутствие оборудования дает клубу «Вместе» развиваться в данном направлении. Именно поэтому был разработан проект создания Включите микрофон, пожалуйста. Анна Анатольевна, вы пропали. Звук пропал ваш. Микрофон нужно включить. Анна Анатольевна. Сейчас она приходит. Ага. Нажмите «Включить микрофон». Ага. Все. Угу. Продолжайте. Ага. Я на чем остановилась? Где я пропала? На швейных машинках. На старых швейных машинках. Ага. Так. С текущего слайда. Ну, вот такой вот старые швейные машинки у нас. И поэтому был такой создан проект
где мы бы хотели приобрести новое оборудование, но не только уже создавать мягкую игрушку, а также как бы приобрести ткацкие станки, станки для вышивания, а также бы хотелось мебель и стулья. У меня на этом все. Мгм. Анна Анатольевна, спасибо большое. Ага. Теперь свой проект защищает Голубева Диана Витальевна. И готовится Дроздова Галина Васильевна. Нажмите кнопку «Закрыть доступ». Или остановить демонстрацию, да, тоже кнопочку. Нажмите ее. Угу. Так, слышат еще, да, нас? Анна Анатольевна, вы нас слышите еще, да? Да-да-да. Анна Анатольевна, у меня вот такой вопрос. Вы по проекту-то получили вот это необходимое оборудование, которое вы проговорили? В этом году мы подавали на народный бюджет, к сожалению, он у нас не прошел, но я в дальнейшем планирую. Все. Все. Блин, опять. Выключилась. Все понятно, спасибо большое. Да-да-да, все. Это проект еще в реализации. Такой вот, да? Все понятно. Так, Диана Витальевна, готова слушать вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Дина, да. Воркута это. Угу. Дина Витальевна, слышно? Секундочку, ждем. Это включается сейчас, пока не подключается. Сейчас не подключается, у нас что-то не получается. А вы хотите показать рабочий стол? Презентацию будете показывать? Да. В среднем сядь. Нажмите кнопочку «Демонстрация». Нажали. Нажали? Там есть окошечко, весь экран. Найдите весь экран. Да, мы Вот включили. Димон нажмите, чтобы он стал активным. Он активный. Так, активный. Тогда будет кнопочка «Поделиться», либо начать демонстрацию экрана, тоже активная. Она у вас активна? Нет, она не активна. Вы, значит, не выбрали весь экран. Нажмите на весь экран. На надпись «Весь экран». Выбрали. Так, и активна теперь кнопочка? Так, все, поделиться нажали. Все, теперь мы что-то видим. Подождите. Да, мы видим ваш рабочий стол, мы видим ваш показ. Переходите на презентацию и нажмите «Показ слайдов». Здравствуйте. Отказали? Наша обновленная модель библиотека для Связь очень плохая, мы вас плохо слышим. Подождите, у вас очень плохой интернет, и картинка пока зависла на переключении слайдов. Ждем. Соединение. Да, в Воркуте интернет всегда плохой. Почему? Да. Ну, потому что там как-то всегда плохо. Как-то Воркута вся проблематична. Как же пушкинская карта? Можно уже? Да. Так, теперь еще раз попробуйте включить демонстрацию рабочего стола. Наша обновленная модель библиотека филиал номер 13. Подождите. Включите демонстрацию рабочего стола еще раз, потому что мы... Презентацию мы не видим. Не видим, да. Мы видим вас только. Мы включили. Вот. Видно? Надо подождать. Подождать? Давайте еще раз попробуем нажать. Демонстрация. Да, демонстрация, весь экран. Да, давайте еще раз попробуем. Так, мы видим ваш рабочий стол, все хорошо. Так, переключитесь. Вот. Теперь нажмите сначала пока слайдов. Все, теперь все видно. Все теперь слышно и видно. Все, хорошо. Начинаем. Здравствуйте. Наша обновленная модельная библиотека филиал номер 13 была открыта в рамках национального проекта «Культура» 28 ноября 2020 года и сразу стала уютным местом для встреч, общения и организации различных мероприятий. Завод библиотека претерпела глобальные изменения. Несмотря на это, мы смогли сохранить наших социальных партнеров. Переворотные библиотеки и активное сотрудничество со школами, советами ветеранов, Домом культуры и Католическим музеем
позволило использовать наиболее эффективные формы приоритетом в нашей работе. Несмотря на досуговую деятельность, которая ведется в нашей библиотеке, мы не должны забывать об основной и приоритетной работе, а именно продвижении и воспитании подрастающего поколения посредством книги и чтения. Мы стараемся через книги, фильмы, встречи с интересными людьми помочь юношеству найти правильные жизненные ориентиры, сформировать систему отношений к историческим событиям, эпизодам военной истории, объяснить, что значит быть настоящим человеком, патриотом. На мероприятиях юные читатели вовлекаются в поиск ответов, овладевают навыками общения, которые позволят им в будущем аргументированно отстаивать свою точку зрения, учатся делать осознанный выбор в определении своей гражданской позиции. Наибольшую заинтересованность у наших читателей вызывают интеллектуальные игры, которые мы проводим не только на своей площадке, но и работаем внестационарно, а также видеоконференции и телемосты. А наиболее эффективной формой работы для продвижения книги и чтения остаются тематические беседы, исторические часы, слайд-рассказы, краеведческие чтения. Используя новейшие технологии, ежемесячно организуем тематические интерактивные выставки, но при этом книга по-прежнему остается на первом месте в нашей работе. Сделать вывод о результативности нашей работы в этом направлении поможет диаграмма, которая показывает, как изменилось в процентном соотношении количество посещений библиотеки юношеством. Книжная серия «Жизнь замечательных людей» является важнейшим культурно-стабилизирующим фактором, объединяющим представителей нескольких поколений. Уникальный издательский проект, основанный Павленковым в 1890 году и возрожденный Максимом Горьковым в 1933 году, с 1937 года и по сей день успешно реализуется издательством «Молодая гвардия». На протяжении нескольких десятилетий книги этой серии были предметом гордости домашних библиотек и вполне узнаваемым фрагментом любой государственной библиотеки периода 60-х-90-х годов XX века. В настоящее время серия ЖЗЛ переживает новый подъем. Связано данное обстоятельство с вполне объективными причинами переосмысления исторического прошлого и, как следствие, интереса к человеку как к творцу истории. Актуальность проекта обусловлена вполне объективными обстоятельствами. Книги, изданные в период 60-х-90-х годов, сегодня представляют собой значительный в количественном соотношении фонд, не востребованный как текст. Главная проблема – сохранить его и донести содержание до потомков, так как границы непонимания людей разных поколений лежат в сферах культурных ценностей и проблем, формируемых в том числе и литературой. Наличие конференц-зала и видеопроектора позволит собрать читателей и проводить воспитательно-просветительскую работу на должном уровне. Возросший интерес читателей к истории страны и края, а также появление школьных неурочных занятий «Разговор о важном» привели к решению разработать проект «Жизнь замечательных людей сквозь призму времени» для юношества. Для реализации проекта библиотека обладает всеми необходимыми ресурсами: книжный фонд, конференц-зал с телекоммуникационным оборудованием, квалифицированные специалисты-библиотекари, социальные партнеры. Цель программы – развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан с учетом современных условий и потребностей российского общества. Задачи. Формирование устойчивой потребности в чтении историко-патриотической литературы, содействие воспитанию подростков любви к родному языку, бережному отношению к традициям своего и других народов, привлечение интереса к историческому прошлому родного края посредством краеведческого материала. Опыт работы показал, что современная молодежь наиболее активно использует социальные сети, поэтому интерактивный опрос на странице ВК поможет сделать программу более эффективной, узнать, что сегодня больше всего волнует молодежь. Для примера будет проводиться опрос. Эту книгу я читал, о ком бы я хотел узнать, неужели я там был? При реализации проекта мы будем использовать наиболее востребованные и эффективные формы работы. Интерактивные мероприятия, включающие в себя виртуальные экскурсии по краю и музеям, посвященные жизни замечательных людей. Тематические беседы с учетом запросов и круглые столы, где молодежь сможет высказать свое мнение и отношение к прочитанному. Встречи, презентации, замечательные люди нашего времени. Для продвижения проекта разрабатываются акции, которые включают в себя информационные буклеты, посвященные жизни замечательному человеку из серии книг ЖЗЛ, которые будут включать в себя краткую биографию, цитаты, список книг, рекомендуем к прочтению и адрес библиотеки. За основу оформления буклета будет использоваться иллюстрация обложки книги серии ЖЗЛ. Исторический экскурс, интеллектуальные игры для закрепления полученной информации, знаний, продуктивности мероприятия. Награждение. Для стимулирования и привлечения большего внимания читателей мы будем использовать поощрение
и грамот и сувенирной продукции создан на базе библиотечного клуба «Кудесница». Ожидаемый итог. Повышение имиджа библиотеки, увеличение числа пользователей книговыдачи юношества, увеличение спроса на патриотическую литературу. Спасибо за внимание. Будем рады видеть вас в числе наших гостей. Дина Витальевна, спасибо большое. Дина Витальевна, будьте добры еще, попросите, чтобы на наш адрес методического закинули вашу презентацию, чтобы мы ее посмотрели еще внимательнее, так как она пропала тут. Хорошо. Дина Витальевна, спасибо. Теперь Галина Васильевна выступает, Дроздова. И готовится Логинова Ирина Михайловна. Добрый день. Добрый день. Члены комиссии. Демонстрацию, да, своего. Да-да-да, вам подскажут. Да, нажмите кнопочку демонстрации, а потом весь экран поделиться. Весь экран. Нажали на весь экран, поделиться активно. Поделиться. Нет, вы... Получилось? Нет. Так, еще весь экран нажала. Нет, мы не видим ваш рабочий стол. А какие, кроме весь экрана, какие еще у вас окна он предлагает расшарить? Ну, после нажатия демонстрации, что он вам предлагает? Какие окошки? Наталья Васильевна. Опишите, вот нажали вы кнопку демонстрации, опишите, что он вам предлагает. У меня выберите Весь экран. Нажмите на весь экран. Нет, кроме весь экрана, есть еще что-то другое? окно и вкладка окно. У нее, может, не открыта презентация. Так, ну давайте... Нет, все равно весь экран вы активно нажимаете на него, да? Ну, Там. На него нажали, да? Теперь да, нажмите поделиться. экран, и поделиться надо. Почему он у меня не заходит? Весь экран. Поделиться, вот, поделиться. Угу. Вот, и теперь мы видим ваш рабочий стол. Все, запускайте презентацию, мы видим, что вы... Подсказывает. Все заново. Получается? Нет, мы сейчас видим вашу веб-камеру. Нажмите демонстрация, весь экран, поделиться. Демонстрация. Да, кликните на весь экран. Один раз кликните на него. И кнопочку поделиться. На сам экран кликни. На сам экран. Вот. Нет, на какой-нибудь другой нажмите тогда. Так, демонстрация. Демонстрация. Демонстрация, да. Нет, не тот. Давайте на другое тогда, просто на другое окно переключите, посмотрим, что у вас там PowerPoint, например, презентация. Яндекс. Презентации нам выслали, мы бы сами включали их. Нет, презентации выслали, но Мы не листать не все. сможем. То есть надо будет Слали. по полу следующий слайд, например. Нет, сейчас мы не видим вашу презентацию, ни экран не видим. Не можем, что ли? Да что ж такое, почему она выпадает? Не, один раз уже получилось как-то. После кнопки демонстрации вам же какие предлагают? Еще вкладка Chrome тут есть. Окно, Нет, а с PowerPoint там у вас красная была запущена, по-моему, PowerPoint был запущен. Нет, ничего не говорили. Да, не видно презентацию.
нажимаешь, тогда поделиться появляется. Приложение запрашивает разрешение на доступ к вашему экрану. Вот, надо хрому разрешить, чтобы экран. Что? У нас пропадает звук. У вас после кнопки «Поделиться» у вас Chrome запрашивает разрешение на показ экрана. Вам надо на кнопочку «Разрешить» нажать еще. В самом Chrome уже. Да. Поделиться. Решить. Блин, ну куда мне мышку? Нажмите «Демонстрация», весь экран, «Поделиться», потом, подождите, вот, теперь мы видим, да. Видите? Да, теперь мы вас видим, ваш Chrome. А теперь уже нет. Ну, выбивает почему? Нет, вы, наверное, тогда показываете вкладку Chrome. Ну что, без презентации? Ну что же? У вас презентация в PowerPoint открыта? Вы в какой программе подготовили презентацию? На ноутбуке, да. Вы, конечно, остальные не увидят этого. Кто технически? Нет, вы готовили же. Галина Васильевна, вы нам отправляли презентацию? Да, Татьяна Адилевна отправляла вам. Давайте поменяем следующего. Давайте, коллеги. По алфавиту. Есть презентация о проекте, и все. В связи с задачей, в связи с тем, что... Уважаемые коллеги, давайте пока... Не появилась? Дина Витальевна, Нет, меня не слышно? Дина Витальевна пока колдует над экраном и над презентацией. Давайте мы... Галина Васильевна колдует. Мы заслушаем Ирину Михайловну. Ирина Михайловна. Да, добрый день, меня слышно? Да, слышно. Давайте вас послушаем. Так, сейчас. Нет, вы не показываете весь экран. Вы тоже показали окошко Chrome. Надо после кнопки демонстрации нажать. Вот. Все, Отлично. у кого-то включилось. Все, видно? Да, да. Начинайте. Да, Ирина. Вашему... Нет, подождите, вы нажмите Листай. слайды. Показ слайда. А у меня уже идет. Вы значит, показали, как называется, поделились нам окошком PowerPoint. Надо было поделиться окном весь экран. Начнет слайд-шоу, все. Ну, либо вы тогда переключитесь, да, вот теперь на PowerPoint переключитесь и просто слайды справа мотайте 1, 2, 3, 4. Вот, их активные. Мы слайды видим, так что вы просто, да, нажмите вот сейчас мышкой на второй слайд. Второй. Вот, Всё. да, все. Начинайте. Начинайте с первого, и мы вас слышим. Вашему вниманию представлен проект «Фестиваль многонациональных культур Чолым». Проект находится в разработке и готовится к участию в республиканском конкурсе молодежных проектов этого года. Особенность поселка Югдяк в том, что национальный состав жителей очень разнообразен. В поселке проживают жители 17 национальностей. Наш поселок был основан как лагерный пункт в 1937 году. Спецпереселенцы выстроили поселок и заложили его экономическую и социальную основу. Фестиваль многонациональных культур Чолым направлен на возрождение интереса детей и молодежи к народной культуре, традициям наций, проживающих в поселке Югдяк. Участие молодежи в современных формах мероприятий культурно-образовательной направленности, традиционных забавах, развлечениях, мастер-классах предоставит возможность окунуться в атмосферу народного творчества. На каждой площадке гостей будут приветствовать представители разных народностей в традиционных костюмах.
В этом нам помогут наши потенциальные партнеры, с которыми в данный момент у нас идут переговоры, и предполагается выпуск памятной атрибутики и оформление фотозоны с логотипом фестиваля. Этим у нас уже занимаются наши спонсоры, студия дизайна «Левантин». В рамках фестиваля планируется работа нескольких площадок, которые будут функционировать параллельно и повторяться с определенной периодичностью в течение дня, что позволит большему количеству людей посетить мероприятие. Это мастер-класс по национальной кухне «Нянь-сов», мастер-класс по традиционным ремеслам «Артмас», выставка творческих работ декоративно-прикладного искусства умельцев и народных промыслов «Ужин». Также будет работать интерактивная площадка традиционных забав и развлечений разных народов, наций «Ворсом», где будут проходить коминациональные, русские, татарские, литовские и другие игры. В рамках фестиваля будут проходить популярные среди молодежи Югдяга велоквест «Знатоки родного края» и уличная напольная игра «Бродилка» «Тропами предков». И самая большая крупная площадка фестиваля – это концертная площадка с участием творческих и фольклорных коллективов поселка, района, республики. В 2020 году библиотекой проводился опрос среди жителей Югдяга, в котором спрашивалось, нужен ли в поселке ежегодный фестиваль многонациональных культур. 97 опрошенных ответило положительно. Фестиваль призван содействовать патриотическому воспитанию молодежи поселка, укрепить привязанность молодого поколения к родной земле, культуре и лучшим традициям своего народа. Так как фестиваль планируется проводить ежегодно в середине августа, фестиваль многонациональных культур «Чолым» войдет в событийный календарь районных мероприятий туристической направленности, тем самым привлечет еще больше участников. Ждем всех в гости на фестиваль. Все. Нас слышно. Да. Спасибо, коллеги. Ирина Михайловна. Да? Угу. У нас... Да. Галина Васильевна, вы смогли подключить презентацию? Галина Васильевна, нас слышно? Теперь слышно. Нас слышно? Никто не машет, отмашечку не дают. Галина Васильевна. Да. Вы смогли подключить презентацию? Ну, сейчас попробуем еще раз. Давайте, спасибо. Угу. Ирина Михайловна, спасибо за выступление. Я не поняла, где книга в этом деле. Есть? Видно? 97 опрошенных. А село какая, смотрю. Нет, черный экран показалось, но больше ничего. Ваша презентация называется Дроздова санаторий на Дому, да? Давайте мы его вам покажем, вы просто говорите следующий слайд, ну или что-нибудь далее, например. Я буду переключать. Сейчас подождите, мы запустим вашу презентацию. Ирина Михайловна Логина. В кого он выступил? Да. Они нас слышат. Угу. Сейчас Галина Васильевна, попытка номер 2. Угу. Нет.
Так, все, мы включили. Видим презентацию вашу. Можете говорить. Но мы вас не слышим. В рамках программы «Активное долголетие» Советом ветеранов села Дутова. В этом проекте библиотека выступила партнером, социальным партнером. Я гордилась тем, что меня пригласили в партнеров и доверили участие в таком значимом проекте. Теперь мы вас опять не слышим. Это проводилось в библиотеке. В библиотеке достаточно места для проведения и по-своему уютно. К тому же библиотека, она находится рядом. Мимо нас, даже если захочешь, не пройдешь, поэтому вот все эти немаловажные факты сказались на выборе моей библиотеки. С третьего слайда вот вы видите на последующих проект. Почему он оказался очень актуальным для нашего села? Очень важным, очень значимым. Общими усилиями для физиокабинета врачебной амбулатории были и медсестра физиокабинета работает с этими медицинскими приборами до сих пор с двумя населенными пунктами Дутова и Лемты. И очень приятно осознавать, что и в этом есть и моя заслуга. Календарный план реализации проекта. В моей деятельность. Я проводила беседы, познавательные часы, мероприятий для проекта. Я старалась знать мнение пожилых людей, как они относятся к траволечению, проводить время. И очень была приятно удивлена, что знали лекарственные травы, некоторые постоянно даже, оказывается, ими пользовались. Очень было много позитива. Я еще, помимо этого, проводила лечебную физкультуру. Почему именно библиотекарю доверили проведение ЛФК? Потому что я уже много лет, те, кто хочет быть активными, здоровыми, позитивными, они занимаются в библиотеке спортом. Галина Васильевна, извините, пожалуйста, но вы вообще пропадаете. Мы отрывочно очень слышим ваши некоторые фразы только. Ну, мало того, что мы быстренько пролистнули презентацию, потому что она совсем не совпадает с вашей речью. Поэтому давайте мы вас снова перенесем чуть-чуть на попозже. Да, в самый конец. И, наверное, мы будем... Давайте остановимся на том, чтобы мы хотя бы вас просто слышали. Мы будем на вас только смотреть. На презентацию не будем смотреть. Вдруг это зависит от этого, вот, в том числе звук тоже. Поэтому вы меня слышите? Да, я слышу вас. Да, давайте выдохнем еще раз. И еще раз в конце вы нам на бис прочитаете ваш проект. Хорошо? Не слышно. Попал. Давай так, следующий назначай. Так, коллеги, тогда давайте предоставляем слово Мишариной Александре Николаевне. И готовится Вита Николаевна Николаева.
Секунду. Да, мы видим вашу презентацию. Отлично. Все, пошли работать. Добрый день, уважаемые коллеги. Представляем конструктор идей второго этапа конкурса профессионального мастерства. Меня зовут Мишарина Александра Николаевна. Я работаю в Центральной детской библиотеке имени Сергея Владимировича Михалкова, село Выльгард. Узнать что-то новое – это естественная потребность не только детей, подростков, но и любого человека. Интерес подростков к науке необходимо возбуждать, поддерживать с помощью ненавязчивых рекомендаций. Подростки – это как раз такой возраст, когда уже и родители не следят за тем, что они читают, не назидают. И одновременно ребенок достаточно самостоятельный, чтобы увлечься и расширить границы своего представления мира, сделать открытие. Итак, проблема, которая стала перед нами. Читательский интерес подростка начинает формироваться к 10-11 годам. Опека к этому времени ослабевает, и подросток оказывается в свободном плавании. Вместе с тем, диапазон его познавательных интересов значительно расширяется. Запросы приобретают личностный смысл, становятся избирательными. У многих из них возникают устойчивые интересы к отдельным учебным предметам. И мы, зная, что тот или иной подросток или группа людей чем-то увлечена, мы, как библиотекари, поможем активизировать его читательскую, творческую заинтересованность, расширить границы его увлечений. Таким образом, в работе с читательными подростками 10-14 лет необходима кропотливая систематизированная деятельность по развитию у них интереса к чтению научно-популярной литературы. Для решения этой проблемы нами был разработан проект клуба по интересам Академии открытий «Чудеса науки». Целевая аудитория, как уже выше было заявлено, это младшие подростки 10-14 лет. Хочется сказать, что до того, как мы начали работать, мы провели анкетирование, где выяснили, какие из тем западают. Это связано будет и с тем, что в дальнейшем по результатам опроса мы укомплектовали свою библиотеку. Актуальность и новизна. Занятия, отдельные мероприятия по научным опытам и экспериментам мы проводили и ранее. Подкрепилась эта идея тем, что в 2022 году был объявлен президентом Российской Федерации Год науки и технологий. Актуальность заключается и в том, что детское экспериментирование как форма деятельности зачастую используется недостаточно широко, хотя это может явиться эффективным средством развития важных качеств личности. Мы организовываем занятия по законам проведения научных исследований. То есть сначала мы знакомимся с темой, с наукой дня, предлагаем литературу, сами рассказываем, потом пробуем увлечь детей, чтобы они в какой-то конкретной проблеме, в вопросе разобрались, и после этого участники после знакомства с научно-популярными книгами проводят занимательные опыты. Цели и задачи. Как мы уже сказали, это популяризация научно-популярной литературы и формирование познавательных интересов к разным областям знаний у подростков 14 лет. Отсюда вытекают следующие задачи. Можете смотреть на слайде. Результативность работы. Первые занятия были проведены с сентября по декабрь 2021 года на базе библиотеки. Их состоялось 6, а на сегодняшний день уже организовано и проведено 18 занятий. Количество участников постоянных 15 человек – это та группа людей, которая заинтересована, общность интересов имеется, это учащиеся 5-6 классов Выльгардской школы номер 1. И вот мы демонстрируем некоторые из наших занятий, например, по теме по химичам, химическая лаборатория на кухне. Не единожды дети просили повторить опыт с рисованием на молоке, и как практически такой момент мы определяем настоящий картофель, определяем
сроки использования яиц, то есть можно его есть или оно уже негодно. Еще одно из занятий – это удивительный магнит. Многие из подростков здесь впервые увидели магнитофон. Да, казалось бы, при чем он здесь? Но мы разбирались в вопросе, где в магнитофоне спрятан магнит. Нам очень помогает книжка научпоп издания «Физика с Машей Трауб». Еще одно из занятий – это научные игрушки. Здесь под спорем выступила передвижная выставка Национальной библиотеки «Наука – это просто». После чего каждый ребенок, ознакомившись на выставке с игрушками нашего детства, выбрал себе игрушку и уже про нее начал рассказывать, в чем же здесь научность, почему тот или иной механизм так работает. Кроме того, как результат работы мы можем отметить, что дети с увлечением посещают занятия, берут на дом дополнительную литературу. Особенно актуальны книги с 4D дополненной реальностью. И мы стараемся не просто организовать мероприятия, но и параллельно делаем выставку периодических изданий, художественных изданий, которые могут пригодиться при выполнении опытов. Заинтересованные участники приводят с собой младших братьев и сестер, и к настоящему моменту сформировалась группа подростков, которым можно уже дать ответственное задание. Например, изучив тему, они выбирают, какая из них более им интересна, и подготовить даже опыты. Как один из результатов, мы видим, что детское экспериментирование оказалось на высоте. Мы эту работу продолжаем. И активные участники клуба участвуют и в республиканских конкурсах, становятся ведущими встреч с детьми в рамках Академии открытий. На слайдах мы видим Артема Щукина, который получил патент на промышленный образец. Он приходил к нам, провел встречу с детьми неоднократно. Мы думаем еще увидеть его в стенах нашей библиотеки. И как итог, мы верим, что данный проект актуален всегда. Проект продолжается. Мы видим на слайде, что юные изобретатели подрастают. Кроме того, книжный фонд пополнился на 12% именно научно-популярной литературы, в числе которых вошли 3 экземпляра периодики. Это журналы «По чемучкам во всем на свете», «Эрудит», «Фиксики». И если у нас сейчас осталось время, я хочу продемонстрировать один из опытов, который тоже очень завлекает детей. Очень часто мы портим наши документы, ставим запятую точку не туда или просто получаем Слышно меня? Или просто получаем двойку. Вот, например, я получила двойку и хочу от нее избавиться. Мы смешиваем уксусную кислоту 70% с марганцовкой. Здесь у меня уже готовая. Видно, да? Смесь не видно. Ага. На нашу запись жирным слоем наносим получившуюся смесь. Уже сейчас можно увидеть, что чернила разъедаются. Да, не жалеем. Чернила-то разъелись, но дети спрашивают, а что делать вот с этой двойкой, которая сейчас из синей превратилась в бордовую? Что мы делаем? Следующим шагом мы возьмем перекись водорода и очень щедро нашу двоечку зальем. Это нужно для того, чтобы она разъела розовый пигмент. Вот. Угу. Видно, да? Как следовав, просушив, можно еще повторить 1 или 2 раза эту процедуру. Но вот скажите мне, ребята, будем мы таким образом исправлять двойки, закрашивать? Или все-таки... Да? Будем. Или все-таки будем вовремя учить уроки, оставаться, дополнительно заниматься и пересдавать на хорошую, красивую оценку без вот этих ляпов в дневнике. Мы приходим к выводу такому, что лучше учиться, и все будет хорошо. Родители не заругают. Спасибо за внимание. Александра Николаевна, спасибо большое.
Спасибо. Ага. Вита Николаевна, пожалуйста, свой проект защищает. И готовится Елена Николаевна. Да-да-да, сейчас Вита Николаевна. Угу. Вита Николаевна, слышите нас? Готовы выступать? Меня слышно? Да, слышно вас. Да, меня слышно? Да. Махай головой, чтобы на всякий случай. А видно? Не видно. Включите веб-камеру. Так. У меня просто тут немножко, видимо, подвисает. Так. Подвисает. Ну да. Либо если Google Chrome спрашивает. Добрый день. Мы не видим. Я мудрая сова. Талисман Нишеборской библиотеки. Подождите. Подождите, Вита Николаевна, мы вас еще не видим. Так, сейчас, подождите, пожалуйста. У вас Google Chrome, наверное, спрашивает разрешение на показ и рабочих столов, и веб-камеры тоже. И вы, наверное, не подтверждаете это, поэтому ничего мы не видим. Ни веб-камеры не видим, ни рабочего стола не видим. Подключается, да? Угу. Ну, подождем. Недолго. Ишма. Так, коллеги, меня видно, нет? Нет, не видно. Мы вас слышим, но не видим. Так, сейчас я еще. У меня почему-то не включается камера. А, все. Теперь гораздо интереснее. Я мудрая сова, талисман Нишеборской библиотеки. Всех приветствую, друзья. Здравствуйте, коллеги. Познакомить вас хочу с нашей библиотекой. В Вижемском районе село есть Нишебош. Здесь дом для разных книжек, уютен и хорош. Филиал наш небольшой, но не в масштабах дела. 400 читателей мы насчитаем смело. Библиотекарь наша, Вита Николаевна, работу выполняет быстро, четко, правильно. Стаж работы 10 лет. Ни много и ни мало. На отлично год назад диплом свой защищала. Каждый день кипит работа в нашей библиотеке. К нам приходят почитать и взрослые, и дети. А чтобы читателям интересно находиться у нас, нравилось, были проекты созданы для вас, и они есть просто класс. В 2018 году проект «Уютное чтение» победу нам принес, и без преувеличения проект сработал, новые возможности нам дал. Мы открыли читально-игровой зал. Еще один проект был реализован в прошлом году, направленный на привлечение читателей «Умный досуг». Настольные игры для детей и их родителей, а интерактивный глобус зовет в путешествие удивительное. Здесь есть тремино, башня, тик-так-бум, здесь есть домино, монополия, твистер, настольный хоккей. Мы ждем тебя, наш читатель. Зови с собой друзей. Впереди работы ждет немало и задумок славных, и проекты новые в разработке. Все идет по плану. А сейчас от души говорим вам всем спасибо за внимание. На связи была Нишеборская библиотека. До свидания. Вита Николаевна, спасибо большое. Ага. Так, теперь готовится выступает Елена Николаевна и готовится Марина Ювенальевна. Да, мы вас видим и слышим. Вот теперь мы вас, ваш рабочий стол видим. Запускайте. Меня слышно?
Да, слышим. А видно? И видим вашу презентацию тоже хорошо, да. Ага. Всем добрый день, меня зовут Елена. Я благодарна судьбе, что у меня выпал такой шанс поучаствовать в конкурсе «Библиотекарь года» и показать работу своей библиотеки детской Шон де Войт. В 2019 году я устроилась в библиотеку детскую на старший абонемент. И почему-то мне сразу пришли мысли в голову, что с подростками не так направлена работа. Больше библиотека работала с детьми дошкольного возраста и начального звена. И тут мне пришла идея собрать актив библиотеки именно из числа подростков, те, которые приходят. И так как-то получилась у меня программа, которую мы совместно назвали «Подростковая среда». Что же я с ними начала делать? В первую очередь я их стала привлекать, подростков, стала привлекать к оформлению выставок, проведению мероприятий, проведению мастер-классов и также подписки новых книг для их возраста, по их интересам. И вот в августе месяце мы уже с ними поучаствовали в районном конкурсе «Турнир по настольным играм». В этом турнире принимали участие 4 библиотеки. Организатором этого конкурса был МБУК Эжинская ЦБС. И вот моя команда «Лучики», команда моей детской библиотеки, заняла 1 место. Дальше. В декабре месяце 2019 года мои активисты, библиокапитаны, уже защищали свой проект на районном конкурсе. Проект назывался «Библиокапитаны». Они каждый защищали свои проекты. Было предоставлено 4 проекта. Так, вот демонстрация, значит, у нас проводили мастер-классы. Проекту «Я познаю мир с игрой мема». Но так как 2020 год у нас выпал немножко тяжеловатый, реализовать проекты получилось частично, и многие проекты пришлось перевести в онлайн-режиме. Так, сейчас я вам покажу, вот как у меня здесь библиокапитан Александра. Библиокапитан Александра, она показывает в онлайн-режиме, нас обучает игре мема. Ага, Елена Николаевна, у нас видео не идет. Она нас не слышит. Не идет? Да, Елена Николаевна, видео подтормаживает, и да, оно очень медленно показывается, поэтому... Хорошо. Да, давайте без него. Ну хорошо, но в любом случае эта презентация у вас есть. Можно будет потом вам посмотреть. Хорошо, да. Значит, в турнире, в котором мы участвовали в онлайн, было 2 турнира и приняли участие 15 человек. Следующий у нас мастер-класс тоже по знакомству с проектом «Жужжащее чтение». То есть тут уже библиокапитан Арина знакомит с познавательными книгами детей. Было снято 6 видеороликов по проекту «Жужжащее чтение» и более 2500 просмотров.
Что под собой подразумевает проект «Библионавигатор»? Это реклама новых книг под рубриками «Новинки библиотеки», «Внеклассное чтение», «Книжная полка» именно для подростков. В обзор вошли у нас 45 книг, и 17 книг из них было выдано. Но также вот подростки принимали активное участие, они задавали загадки, то есть игры с читателями проводили в онлайне. Также привлекала подростков к уличным акциям. Всего было проведено 4 уличные акции, и приняли участие более 300 человек. И по итогам года, в 2020 году, руководитель администрации Эжинского района МО города Сыктывкара вручил волонтерам, в конце 2020 года их было 4, вручил волонтерам благодарственные письма за их работу. В 2021 году волонтеров было уже 6. Также их наградили благодарственными письмами. И одна из них, Кристина, она стала добровольцем года 2021 года. То есть они были отмечены за активное участие в добровольческом движении именно Эжинского района. И мы очень рады за наших подростков. Также хочу отметить библиокапитана Арину, волонтера Арину, которая принимала активное участие. Когда мы готовились к юбилею библиотеки, она снималась в видеоролике. И когда мы участвовали в районном конкурсе «Астой», она также принимала активную роль, помогала нам. Еще мы участвовали с Ариной в межрегиональном слете лучших читателей. Называется «Читай под северным сиянием». У нас была команда из Республики Коми, друзья, книгооткрыватели. Вот на экране вы можете увидеть. И этот конкурс проходил в онлайн-режиме. Спасибо библиотеке детской имени Самуила Яковлевича Маршака. Мы заняли 2 место. Кристина, библиокапитан, волонтер Кристина, она участвовала в республиканском конкурсе «Визитная карточка детской библиотеки». Она снимала видеоролик о нашей библиотеке. Также Кристина участвовала в фестивале «Десант», литературный десант, когда к нам приезжали на встречу писатели, российские писатели, это Ольга Колпакова и Тамара Михеева. Кристина в таком необычном формате ток-шоу «100 вопросов взрослому» провела нам встречу с писателями. И вот как у меня пошла программа «Подростковая среда». То есть если мы начинали вообще с актива, да, с нескольких человек, с 3-4, постепенно эта программа росла. В общем, к 2020 году, к 2022 году, в январе месяце мы уже открыли вот этот клуб «Подростковая среда». Он у нас уже заработал вживую. То есть с января месяца мы, библиотека, работаем для подростков до 20:00 часов по просьбе подростков. И вот самую первую вспоминаю встречу, когда мы собрались, вот 2 волонтера наши, Кристина и Арина, и 1 читательница села, потому что девочки сидели, смеялись, смотрели мультфильм. И вот так начался у нас клуб «Подростковая среда». С каждым разом посетители увеличивались. С января месяца мы провели уже 42 встречи, у нас приняли участие, посетили нас больше 600 подростков. Иногда подростки приходят с родителями. И с сентября месяца, опять же, по просьбе подростков, наших читателей, которые приходят в этот клуб, мы для них сделали уже 2 раза в неделю этот клуб. То есть мы работаем сейчас по средам и по пятницам до 8 часов вечера. Я сейчас вам покажу, как у нас Кристина, волонтер, проводит эти встречи и общается с подростками.
Ну вот, это несколько фотографий, да, как мы с детьми, они приходят, мы играем, читаем книги, те, которые Кристина берет за основу для игры книги, дети потом уже берут для того, чтобы подключиться к этой игре, помочь Кристине провести мероприятие. Кристине я помогаю, мы делаем это совместно, все вот эти, когда встречаемся, все эти встречи. Ну вот как-то так. Кристина на сегодняшний день у нас подрабатывает в библиотеке по договору и, возможно, придет к нам работать. Ну вот я хотела вам вкратце показать, как можно, придя в библиотеку, не только прийти почитать книгу, да, а реализовать себя, показать свои возможности и пошагово стать волонтером, библиокапитаном. Спасибо вам большое за внимание. Елена Николаевна, спасибо вам большое. Спасибо большое вам. Сейчас выступает и защищает свой проект Марина Ювенальевна. Слышно, видно нас все там, да? И готовится... Сейчас. Потеряла, где у меня был. Галина Васильевна. Галина Васильевна. Угу. Это центральная библиотека Марина Ювенальевна. Угу. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая комиссия. Я бы хотела начать свое выступление с отрывка из стихотворения Ивана Куратова «Комикыв». «Тая кыв мендона, небыт, мича, гора, вунадас ен мыжес, кудырсиен кора». С каждым годом уменьшается количество носителей национальных языков, не только в России, но и в Республике Коми. И хорошо, что в нашем регионе есть люди, которые всеми силами делают все возможное, чтобы сохранить мелодичный коми-язык. Сейчас коми-язык полностью шагает в ногу со временем. Он покоряет мировое пространство, интернет-пространство. Его изучают, на нем общаются в соцсетях. Даже самые популярные мессенджеры переводятся на коми-язык. Чтобы и библиотека шагала в ногу со временем, мной была разработана программа по изучению коми-языка. Конечно же, основной целью программы является помочь желающим овладеть начальными навыками разговорной речи и вызвать интерес к дальнейшему изучению коми-языка, а совместно и развивать интерес к истории, культуре и традициям коми-народа. Программа рассчитана на взрослых людей, желающих изучить основы коми-языка, и состоит из 16 занятий на различные темы. Например, это национальная кухня и одежда, еда и традиции, природа и домашний уклад. Тексты для чтения дают сведения о географии и истории коми-края, о деятелях коми-культуры, о государственных символах, знакомят с жизнью и бытом коми. А благодаря интересным и необычным ситуациям, разыгрываемым участниками занятий, легко запоминаются наиболее часто встречающиеся в коми фразы и диалоги. Форма занятий всегда игровая. Слушатели узнают новые слова, принцип словообразования. Для облегчения понимания используются различные возможности мультимедиа, звуки, изображения, песни, видео, печатные и электронные издания. Моделируются реальные ситуации общения. Занятие под названием «Вайтедмащан» началось со знакомства коми личными именами. Участники мероприятия проследили, как менялись имена в различные исторические эпохи, а также узнали, что в коми-деревнях жители употребляют прозвища или сельские имена, которые сохраняют память о нескольких коленах по отцовству. Одной из встреч было посвящено метеорологическим приметам коми-народа.
Приметы были связаны с космическими светилами, животными и растениями, бытовыми наблюдениями. Участники узнали основные названия природных явлений, таких как кэджит, холод, зэр, дождь, тэв, ветер. Прочитали произведения из библиотеки Фулаб. Бурыддо нагыштес, вича оланнет, хорантиянес миан кыпы дагажа керка. Так началось одно из самых интересных занятий – гажа рыд ещемьяс. Участники мероприятия стали участниками коми-посиделок. Они погрузились в атмосферу коми-деревенского быта, пили чай, занимались рукоделием, играли, пели и плясали. Неформальный подход к изучению коми-языка и знакомству с культурой народа ведет к повышению познавательной деятельности, стимулирует творческую активность, расширяет кругозор, что служит в полной мере формированию и развитию личности. Изучение коми-языка в школе является обязанностью, а в жизни взрослого человека может стать интересным и очень полезным увлечением. Спасибо за внимание. Надеюсь, все было слышно и видно. Марина Ювеналовна, спасибо большое. Спасибо вам большое. Ну и еще раз подключаемся, пожалуйста, Галина Васильевна. Ага, Галина Васильевна, мы ждем вас. Просто без презентации. Да, просто без презентации. Не включайте презентацию. А где Галина Васильевна? Бухтыл. Микрофон не включил, но мы не слышим. Пиши в чате. Галина Васильевна, мы вас не слышим. Они нас слышат? Включите микрофон. Хотя бы, может, даже уже пусть не картинка, пусть уже просто читает. Да, нет, но ее было видно, ведь все нормально было. Там презентация как будто все сбивала. Как даже не кликается. Ага, Галина Васильевна, вы нас слышите? Вот, Галина Васильевна, все, мы вас видим. Замечательно. Звук. Теперь со звуком. Не слышно вас. Не слышно. У вас микрофон включен, да? Еще раз включите его, да. Разрешите, я не знаю... Микрофон включите. Нет, микрофон она включила, все правильно. Chrome у вас, он спрашивает доступ к микрофону на момент включения. Надо еще в Chrome подтвердить тогда, если... В тот раз нас слышно было, хорошо было слышно. Да. Ну еще раз попробуйте, выключите микрофон и включите, посмотрите на окошке слева вверху не всплывает где-нибудь разрешение на использование микрофона. А вы используете Google Chrome или в браузере смотрите? Или вы скачали Яндекс.Телемост программу? Нажмите многоточие, там есть в подцентре внизу есть 3 точки, кнопочка с 3 точками. Либо настройки шестереночка. Можете туда нажать?
Так, там потом будет вкладка «Звук» и микрофон. Выберите ваш микрофон, поменяйте, верните. Ну, сначала просто смените на какой-нибудь другой, а потом верните обратно, если у вас несколько, например, микрофонов. Он как раз. Будем читать вместе. Вот, теперь мы что-то слышим от вас. Появился звук. Появился звук, да? Да. Все, слава богу, все. Мы заплатили, поэтому только защиту. Все, теперь Столько проблем. Ну, еще раз, социально значимый проект «Санаторий на дому». Этот проект проводился Советом ветеранов села Дутово, а библиотека выступила социальным партнером. Получилось как? Меня пригласили поучаствовать в этом социальном проекте, потому что библиотека находится в селе в очень удобном расположении местности, рядом с врачебной амбулаторией. И это для людей пожилых было очень удобно, чтобы мероприятия проводились сразу из врачебной амбулатории, они приходили в библиотеку и дальше проходили мероприятия. Я решила этот проект представить, потому что я считаю его очень значимым проектом, и я за то, чтобы совместно принимали участие все учреждения села. И благодаря этому проекту в врачебную амбулаторию, физиокабинет, были приобретены такие медицинские приборы, как Алмак Плюс, ультразвук Дельта, массажер Дарсонваль с 5 насадками. И все это используется по сей день для 2 населенных пунктов – Дутово и Люмты. И мне очень приятно осознавать то, что я тоже принимала участие в этом проекте, и в этом есть и моя заслуга. Мои функции в реализации проекта входила досуговая и просветительская деятельность. Я проводила беседы, познавательные часы, развлекательные программы. И когда планировала проведение мероприятий в этом проекте, я старалась ориентироваться на здоровый образ жизни направление. И мои мероприятия все были направлены именно на то, что я просто хотела узнать, как относятся пожилые люди к траволечению, например, к гимнастике, например, вот в таком плане. И все мероприятия проходили очень интересно, очень активно, так скажем, и невозможно было запланировать эти мероприятия так, только держала красную линию, потому что бабушки очень, например, на викторину было там, слово отгадать, они отгадали ромашка, и тут же они начинали петь песню про ромашку, и это было очень интересно, очень весело, очень хорошо, потому что, интерактивно, скажем. Вот то, что библиотека в результате этого проекта, да, она приобрела очень положительный имидж именно со стороны пожилых людей, потому что они начали ко мне возвращаться в библиотеку. У меня было, мало таких читателей, а благодаря этому проекту они стали приходить в библиотеку, брать журналы, газеты заново начали, на дом стали брать. И мне неоднократно признавались, что нам очень здесь нравится, мы теперь от тебя вообще никуда не уйдем. Мне было это очень приятно и радостно, потому что я поняла, что реализация проекта, она показала, что проект был очень успешным и востребованным. И наши ожидаемые результаты полностью оправдались. Они реально действительно повысили эффективность социально-медицинской помощи, поддержали бодрое физическое и душевное состояние пожилых людей. И в библиотеку стал
Ну, пополнилась библиотека именно читателями пожилого возраста, что меня очень порадовало. Благодарю за внимание. Галина Васильевна, спасибо большое. Ага. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, вот мы завершили с вами во втором этапе такой первый пункт нашей работы. Да? Мы защитили свои проекты, программы, которые вы представили. И сейчас у нас начнется тестирование. Оно пройдет в онлайн-формате. Проведет его Поташева Галина Леонидовна. Она сейчас выйдет к нам на связь и организует вашу работу. Будьте внимательны, пожалуйста, к ее просьбам и требованиям, которые необходимо будет выполнить. Давайте. Галина Леонидовна включилась, сказала. Плохо слышно. Звук. Тогда мы сделаем так. Громче. Может, добавить можно? Так лучше слышно? Чуть-чуть улучшилось, но несущественно. Лучше... Да, как-то хочется громче. Вернись к ноутбуку. Что лучше, Стас? Так, вот, изображение нормально. Ноутбук у тебя рядом, да? Я на ноутбуке сейчас. Я сняла наушники и включила ноутбук. Ладно, сейчас мы добавим громкости, все нормально тогда. Я могу в динамиках увеличить громкость. Еще пока Не, в динамиках точно не надо. Не надо, да? Хорошо. Хорошо теперь. У кого теперь хорошо? Дорогие коллеги, я желаю успеха. Переходим к такому следующему этапу конкурса. Он попроще, я думаю, для вас будет. И для того, чтобы в нем принять участие, необходимо открыть чат. Я надеюсь, что у всех чат открывается, все зашли авторизованными пользователями. Гостей я тут, на всяком случае, не вижу, да? Вот. И надо включить видеокамеру, да? Правильно я говорю, Марина Николаевна? Да. То есть мы хотим видеть, что вы не списываете, поэтому включите, пожалуйста, видео. Да? Да, кто-то включил еще А у меня звук. чата нету. А у кого нету чата? Для того, чтобы нужно указать телефон. Здесь, наверное, сделать. Можно проверить, попросить отписаться в чат, чтобы заодно и проверили, могут они. Да, откройте чат и напишите что-нибудь нам, пожалуйста. Ну, я вижу, что вот Башманова Светлана, Югдиякская библиотека, Марина С. У нас уже что-то писали в чат, то есть у них чат точно есть. Интас и Ктывдин тоже отписались. Няша Бош, Вита Николаева тоже писала, поэтому чат точно есть. Я в чат буду скидывать вам ссылку на Яндекс.Формы, в которых вы будете отвечать. Я сделала 3 блока в этот раз, не 1 блок. Первый будет литературный, 10 вопросов. Вам надо будет угадать произведение по его небольшому описанию. Давайте мы на это дадим минут 15. Для 10 вопросов, я думаю, что достаточно, да, времени. А члены жюри в это время пока будут смотреть, чтобы вы честно и в единичном экземпляре отвечали на вопросы. Я посылаю. Ага. Ой.
Так, я подключилась еще раз. Отправляю вам ссылку. Оль, я веду конкурс онлайн. Помолчи 15 минут. Отлично. Так, это не та ссылка, простите. Вот, вам ушла ссылка на первый блок «Литературная классика». И мы засекаем 15 минут, за которые вы должны ответить на эти 10 вопросов. После этого я пришлю вторую ссылку и потом еще третью. Там все побыстрее пройдет. Члены жюри, заседающие у нас онлайн, можете тоже попробовать свои силы. А у меня чат вообще не открывается. А все? У кого? Так, подожди. Тут что надо сделать? Ничего не понимаю. Перейти по ссылке. Сюда. Кто-то один у нас не включил видеокамеру МБО-Б. Она Евгения. Евгения Михайловна.
коллеги, осталось 3 минуточки. У меня уже даже есть 2 ответа. Не забудьте написать свое имя и нажать «Отправить ответ». Я пока копирую вторую ссылку. Я получила 7 ответов. И, в принципе, 15 минут прошло, что 63. И для тех, кто уже справил, следующий блок шуточный. Взяла из интернета читательские заявки. Попробуйте догадаться, что хотели читатели. Также в Яндекс.Формах.
По первому блоку все 10 ответов я уже получила. Спасибо. Проверять буду чуть позже. Второй блок, он очень короткий, поэтому я думаю, что вам хватит даже 5 минут. Шесть уже блоку. Я дам, когда получу все 10, потому что там будет у нас более жестко по времени. Уже 7. 8. Как видите, Яндекс.Форма еще уступает Google. Нельзя сделать шрифты, нельзя сделать поле больше. Но, тем не менее, проводить анкетирование возможно и какие-то викторины. Жду еще один последний ответ.
Здравствуйте. Не приходит у нас последний ответ. Я надеюсь, у вас там все в порядке с интернетом. Ирина Николаевна, что будем делать? Еще подождем? Я вижу только 9 ответов. По времени мы уже вышли? Ну, тут по времени не так жестко, как сейчас в последнем будет. Просто мы задерживаем всех. Да, давайте все, уважаемые коллеги, продолжаем. Я думаю, что этот этап конкурса не будет оцениваться равнозначно представленным проектом. Ну что, давайте я даю ссылку на 3-й блок. И здесь я вот включу прям секундомер. Это экспресс-опрос на общую эрудицию. Самое меньшее количество баллов в общую копилку он может вам принести. Да? Но поскольку у нас есть этап полигистр в этом конкурсе, то вот такой мы вам тоже подготовили испытание. За 5 минут сколько успеете ответить вопросов, столько и ответите. Буквально там через 4,5 минутки я вам скажу, что осталось полминуты, и успейте, пожалуйста, нажать кнопку «Отправить ответы». То есть через 5 минут я просто прекращаю принимать все ответы. Хорошо? Удачи вам! Высылаю ссылку. Вот она пришла, и я включаю секундомер.
4,5 минуты прошло. У вас есть еще 30 секунд. Буквально через 10 секунд лучше уже нажимать «Отправить». Десять секунд осталось. 5. Все, 5 минут прошло. 13:14, то есть все ответы, которые придут в 13:15, уже я не приму. Нажимайте «Отправить» кнопку. Все, спасибо вам большое за участие. И я отключаюсь. До свидания. Ага, уважаемые коллеги, у нас прошло тестирование, были очень интересные вопросы. Члены жюри тоже вместе с вами пытались решать поставленные задачи и отвечать на вопросы. Но сейчас у нас третий этап нашего конкурса. Онлайн-защита, онлайн-рекомендация книги. Называется он «Книга счастья». Вот, пожалуйста, от вас рекомендательный такой обзор книги, профессиональный, построенный. Вот ждем, значит, работаем по этому же графику, который у нас и был. Артемьева Светлана, потом Башманова Светлана. 5 минут. 5 минут. 5 минут, да, не более. Ой, 3 минуты, не более. Можно же говорить, да? Да, Светлана Николаевна, конечно. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги и члены жюри. Я сегодня вам хочу представить книгу, то есть сделать обзор по книге Елены Васильевны Габовой «Плыли облака». Это книга для подростков, и в книгу включены две повести «Плыли облака» и «Беличья шкурка». Вот, и я буду сейчас вести обзор как бы для подростков. Вот, юные мои друзья, представим, что вы оказались без связи, без телефона, без интернета, без средств к существованию и без прочих удобств в лесу, или же потерялись в тайге. Ваши действия. Мы, конечно, сможем с вами пофантазировать, да, и думать, что мы все знаем, все мы умеем. И со всеми, как все подростки думают, со всеми справиться. Также думали когда-то герои Яна и Володя из книги Елены Васильевны Габовой «Плыли облака». Яна закончила 7 класс городской школы и приехала на каникулы в деревню к бабушке. Необычные условия, нет друзей, ее не устраивала даже деревенская еда, модем не работает, скучно без интернета. В общем, скучновато ей стало. Но вскоре появляется в деревне подросток, Володя. Он приехал из Москвы в деревню к тете. Не сразу у них сложились дружеские отношения между собой, но однажды Яна предложила показать Володе родник в лесу и заодно прогуляться. И сами того не замечая, они потерялись. И оказались ребята почти в первобытных условиях. И это в наше время. Как ребятам удалось выжить эти 2 месяца в нечеловеческих условиях? Чем они питались? Как они согревались? Обустраивали быт? Вот, например, как вы думаете, и у всех я вас сейчас спрашиваю, какой гриб можно съесть без опаски? Никто не даст ответ. Это сыроежки. Именно этими грибами предложила Яна утолить голод. А еще она вспомнила, как это делала ее бабушка. Очищаешь кожицу со шляпок и ешь с солью. Но так как соли там не было, пришлось есть так. А еще Володя подсказал, что есть такой закон солнца. Если вначале, когда заходишь в лес, солнце смотрит тебе в затылок, то нужно обязательно возвращаться так, чтобы солнышко тебе светило в левое ухо. И вот, изменились ли взгляды
на многие вещи и ситуации. Обо всем об этом вы узнаете, прочитав повесть Елены Васильевны Габовой «Плыли облака». У меня все. Спасибо за внимание. Ага. Светлана Николаевна, спасибо большое. Ага. Теперь представляет Светлана Михайловна свою книжку «Счастье». Вы меня слышите? Да, очень хорошо. Я рада приветствовать вас, дорогие наши читатели. Сегодня я угощу вас самым вкусным куриным бульоном. Да-да, вам не послышалось. И поверьте, попробовав его, даже если вы не любите супы, оторваться уже не сможете от тарелки, а вернее от книги. Потому что говорить я буду сегодня о книге «Куриный бульон для души». Книга читается на одном дыхании, ведь в ней нет затянутого сюжета, скучных героев и мучительно долгой развязки. Этот сборник из 101 жизненной истории, который кропотливо собрали для вас замечательные американские писатели Джек Кенфилд, Эми Ньюмарк и Лорен Лахав. Почему такое интересное название? Авторы объясняют это так. Когда человек болен и слаб, близкие дают ему куриный бульон, чтобы помочь ему восстановить силы. Так и эта книга помогает читателям преодолеть жизненные невзгоды, опираясь на опыт реальных людей, переживших разные трудности в своей жизни. Эта книга интересна тем, что каждый из героев по-своему излагает ситуацию, с которой он когда-то столкнулся, рассказывает о том, как пережил непростой период и что ему в этом помогло. Истории женщин и мужчин этой книги близки каждому из нас настолько, что при прочтении начинаешь радоваться или переживать за героя так, как будто знаком с ним лично. Невольно начинаешь ставить себя на место героя и задавать вопрос, а как бы поступил я на его месте? Бульон рассказывает о том, как пережить утрату близкого человека, справиться с серьезной болезнью, научиться говорить людям «нет», найти занятия по душе, когда дети выросли, и о многом другом, происходящем в жизни многих из нас. Это достаточно объемное издание, 397 страниц, но прочесть ее можно за один вечер или даже день, причем без особых усилий. Книга «Куриный бульон для души» издательства «Эксмо» имеет 10 глав, крупный шрифт, но в ней нет иллюстраций. Эта книга рекомендована взрослым читателям, но может быть интересна и тем, кто только вступает во взрослую жизнь. Предупреждаю сразу, с бульоном вы не заметите течение времени. Бульон настолько полюбился читателям, что авторы издали на сегодняшний день уже более 12 выпусков таких же жизненных историй. А книга стала бестселлером во многих странах мира. Это поистине вдохновляющая книга ждет вас в нашей библиотеке. Приходите, берите, читайте. Светлана Михайловна, спасибо большое. Богушиня Анна Анатольевна и готовится Дина Витальевна. Она аудиторию обозначила взрослую. Да, уже аудиторию для подростковой. Она обозначила. Ага. Все, меня слышно? Да, слышно. Да. Ага. Еще раз добрый день. Так как я занимаюсь выставочной деятельностью, открываю выставки интинских художников, мне бы хотелось познакомить вас с этим изданием. Это фотоальбом «Мое Приполярье», рассказывающий про творчество известного интинского художника Виталия Викторовича Трофимова, члена Союза художников России, заслуженного работника Республики Коми. Альбом разработан и отпечатан на издательско-полиграфическом предприятии «Искра» города Инты и вышел, подписан к печати 28 февраля 2013 года. Тираж всего 200 экземпляров. Ну и немножечко из биографии Виталия Викторовича. Родился он 6 мая в селе Лебяжье на Алтае. И судьба распорядилась так, что его отец, профессиональный музыкант-баянист, в годы войны кардинально поменял свою жизнь, став егерем. Вместе с ним сын бывал в диких и девственных лесах, которые никого не могут оставить равнодушными.
И художник не забыл, как в 1946 году в разрушенном Ленинграде, куда после эвакуации привезли его родители, он, 4-летний мальчик, понял, что такое рисунок. А первая кисточка была сделана им самим из его же волос. Об этом факте я разговаривала с создателем этого альбома, с Ольгой Анатольевной Загорской, но в книгу вот этого факта нету в книге. Не знаю, откуда это пришло. В обычной обстановке услышал свой внутренний голос. «Буду художником», говорит Виталий Викторович. После училища судьба привела его на приполярный Урал, а учился он в Ленинграде, в Ленинградском художественном графическом педагогическом училище. И так в 1963 году он приехал в ИТУ, чтобы работать у нас учителем рисования. С 1973 года Виталий Трофимов член Союза художников СССР. И в это время он большое внимание уделяет индустриальному пейзажу. В советское время его работы экспонировались дважды в Воркуте, Сыктывкаре, один раз в Печоре и Ухте. Его учителями был Рэм Ермолин, Станислав Торлопов. Это Станислав Торлопов, ведущий пейзажист России. Вот что говорит Рэм Ермолов о Трофимове. Всматриваясь в акварельные работы Виталия Викторовича и вспоминаешь, какого колера над интой небосвод. А бывает, увидев на небосводе необычайно красочную палитру, невольно восклицаешь: «Посмотрите, сегодня над городом вновь трофимовское небо». Еще одно высказывание. Виталий человек верный дружбе, северу, акварели. Художник самозабвенно любит свой край, которому он посвятил 50 творческих лет. И на вопрос, не жалеете ли вы о выбранном пути, говорит: нет, в природе я менее одинок. Во-первых, занят, во-вторых, я хорошо отношусь к природе. Она ко мне тоже, резюмирует Виталий Викторович. Я люблю тот край, где мне печально, видимо, прикипел. И больше полвека назад, приехав из Ленинграда в приполярную Инту, Виталий Викторович открыл развивающий северный город любителям живописи, жителям других городов республики: Сыктывкара, Воркуты, Печоры, Ухты, Усинка, Усыльмы. Шли годы, десятилетия. Одно остается неизменным: Виталий Викторович продолжает писать север. И благодаря его графическим листам нашу Инту смогли увидеть и восхититься жители Софии, Болгарии, Москвы, Вологды, Нарьян-Мара, Выборга. А вот что говорит о Трофимове народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко. Виталий Трофимов – лучший график Республики Коми. Что бы ни писал, он вкладывает идею. А идея – это мысль произведения, без которого не может быть осмысленного творчества, то есть настоящего. Так вот, он настоящий художник. И интинцев могу поздравить с тем, что Виталий Трофимов живет в их городе. Этот альбом поможет широкому кругу читателей вновь и вновь открывать творчество интереснейшего графика, познакомить читателя с нашим городом, углубить свои знания о нашем крае, увидеть его глазами художника и также сильно полюбить Приполярье. Еще раз повторюсь, тираж 200 экземпляров. У меня все. Спасибо. Вот он такой красочный. Ага, ну там картина. Спасибо, Анна Анатольевна. Ага. Дина Витальевна, вам предоставляется слово с вашей книжкой «Счастье». И готовится Галина Васильевна. Все. Да. Здравствуйте. Я бы хотела порекомендовать книжку «Бессмертный полк отечественной литературы». Ее автором-составителем выступил Стародымов Николай Александрович, военный журналист, писатель, участник боевых действий, член Союза писателей России. Если мы откроем книжечку, мы увидим вступительную статью «Идеологический фронт Великой Отечественной войны», которую написал Николай Иванов, председатель Союза писателей России. Здесь очень много интересного материала о том, какую роль идеология, литература сыграли в годы войны. И хотел бы просто из этой статьи привести слова. Великая Отечественная война показала, что никто никогда не воспитывает самоотверженность, самопожертвование ради Отечества на второй или третий день опасности. Алгоритм. Сегодня война, завтра выпустили газету,
послезавтра, после ее прочтения все становятся героями, не сработает. Вот в этой замечательной книжечке приведены биографии 136 писателей-фронтовиков, которые прошли через горнило войны. И биографии писателей расположены в алфавитном порядке. Если мы откроем, конечно, здесь найдем фамилии уже и хорошо известных таких писателей, как Васильев, Воробьев, Гайдар. Но есть и такие имена, которые, наверное, не на слуху. Те писатели, которые забылись, те писатели, которые стерлись из памяти или, может быть, никогда никто не читал. Ну, например, такой писатель, как Волынский Леонид Наумович. А ведь этот человек, кроме того, что написал о войне, он вошел в историю Второй мировой войны как человек, который нашел, спас, сохранил картины Дрезденской галереи. Ну и, конечно, открывая любую страницу, можно увидеть очень много фотографий, которые и военного периода есть, и уже послевоенного. Причем здесь можно увидеть еще иллюстрации книгам, которые написали писатели, которые издавали в 60-е годы при жизни писателей и поэтов. И вот очень интересные, конечно, такие вот стихи хотела прочитать. Наверное, все слышали песню, в которой звучат слова «Маки-маки, алые маки, горькая память земли». Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки тех, кто с этих холмов не пришли? И вот такие пронизывающие стихи мог написать только тот человек, который прошел через войну, который действительно знает, что такое представляет вот эти годы лихолетия. Действительно, это Григорий Поженян Григорий Михайлович. Разведчик-диверсант в морской пехоте, защищал Одессу и Севастополь, воевал в Карелии, окончил войну в звании лейтенанта, несколько раз был контужен. И вот каждая страничка, которая посвящена писателю, здесь можно узнать боевые награды. Вот Григорий Михайлович у нас имеет 2 ордена Отечественной войны. Орден Красной Звезды, медаль за оборону Одессы, Севастополя, Кавказа и основные произведения о войне. «Жажда» сценарий кинофильма и текст песен, «Прощай» сценарий кинофильма и текст песен, «Поезд далекий август» сценарий кинофильма и текст песен. И здесь же приведены еще его удивительные стихи. И те, кто в болотах, и те, кто во ржи, за то, что я выжил, велели, скажи, назови, нареки, во имя, во славу и вопреки. По официальным данным на фронт ушла 1215 писателей. Более 400 из них не вернулись с поля боя. И наша задача – сохранить их имена, сохранить их творчество и передать потомкам, нашим читателям. Потому что только так можно воспитать патриотов. Вот эту книжечку мы будем использовать при своей работе, при разработке своей программы. И закончить я хотела словами другого писателя-фронтовика. «И ты должен будешь мною стать, читая, и видеть так, как видел я когда-то». Спасибо за внимание. Дина Витальевна, спасибо большое. Галина Васильевна, да, у нас сейчас? Галина Васильевна, да, передаем вам слово. Да. Добрый день, уважаемые читатели. Хочу предоставить вашему вниманию обзор книги Мирзакарима Нарбекова «Опыт дурака» или «Как избавиться от очков». Многие к подобным книгам, которые написаны в жанре здоровье, саморазвитие, личностный рост, относятся очень осторожно. Некоторые им не доверяют, некоторые их не понимают. Я же выбрала именно такую книгу, потому что я давно знакома с творчеством Мирзакарима Нарбекова и считаю его очень способным, очень хорошим специалистом своего дела и очень талантливым писателем. Я много лет провожу в своей библиотеке группу здоровья и пользуюсь методиками Мирзакарима Нарбекова и очень считаю их на собственном опыте, вижу, что они очень действенные. Итак, книга Мирзакарима Нарбекова «Опыт дурака» или «Путь к прозрению», «Ключ к прозрению». Как избавиться от очков. Думаю, многие люди, которые ходят в очках,
давно задумывались над тем, можно ли избавиться от проблем со зрением, просто используя установки Нарбекова. Автор данной книги специалист нетрадиционной медицины, доктор психологии, автор собственной методики исцеления зрения. Он утверждает, что избавиться от очков можно буквально за 3 дня. В этой книге говорится о том, что все в нашей голове, и все можно преодолеть. В ней даются определенные практики, техники, при помощи которых можно восстановить зрение. Но, что самое интересное, это не главное. Главное – настрой, октава по Нарбекову. Чтобы было более понятно, что такое октава, я поясню. Октава – это утверждение, это внутреннее ощущение того, что все будет именно так, как вы захотите. И тогда можно горы свернуть на своем пути. Несмотря на то, что книга эта об очень серьезных вещах, о нашем здоровье и мировоззрении, но читается она действительно на одном дыхании. Она очень веселая. Чего стоит только притча о лечении императора. Но она длинная, на 2 листа, поэтому читать я ее не буду. Сами прочтете, если захотите. А я прочту вам момент из книги, где автор описывает портрет хронического больного. Он говорит, что существует шкала, по которая объединяет больных людей. И есть 2 группы больных. Первая группа – придурки. Извиняюсь. Это те, которые случайно попадают в больницу и очень скоро уходят оттуда выздоровевшими. Их будем условно называть оптимисты-придурки. Почему? Потому что у них настроение всегда выше физического состояния. Представьте, по человеку прошелся асфальтоукладчик, его отскребли от асфальта, привезли в приемный покой, а он на носилках лежит и спрашивает: доктор, когда меня домой отпустишь? Анализы показывают, до утра не доживет. А он планирует, с кем и в каких кустах будет завтра встречаться после того, как его сегодня выпишут. То есть физическое состояние придурков на самом деле всегда намного хуже, чем настроение. Об этих людях собаки с завистью друг другу говорят: у тебя, Тузик, рано заживает, как на Марии Ивановне. Среди них хронических больных найти почти невозможно. Они или выздоравливают, или умирают, но от глубокой старости. Вторая группа – умники. Ну, очень умные, начитанные, все знают. Ну, как-никак по 20 лет болеют, воняя своими суждениями и отравляя окружающую среду, доводят своих родственников до инфаркта, а врачей до белого коленя. Вот когда придурку говоришь: тебе надо еще месяц лечиться, у него на лице появляется сомнение, что он выдержит так долго. Ему не верится, что столько дней надо лежать из-за какой-то там оторванной головы. А умники, одного взгляда на их личико достаточно, чтобы понять, что они пришли за душой врача. У этих людей настроение всегда намного ниже, чем физическое состояние. Вот эта книга, она очень интересна своей жизненной философией. Эта книга – манифест. После ее прочтения я просто проснулась. Я посмотрела на себя со стороны и как бы стала осознаннее относиться к жизни, что ли. А связка того, что мысли, настроение и мышечный корсет всегда соображают на троих, она меня совершенно покорила. Значит, достаточно выпрямить спину,
нацепить улыбку, и тогда мысли потекут в положительном направлении. Нужно стать чокнутым с точки зрения нормальных, то есть больных. Цитата из книги. Главное, что пытается донести автор, донести автор до своих читателей. Хватит ныть, страдать, обижаться, обвинять, ругаться. Начните работать над собой. Начните именно с себя, а не с других людей. Уверяю вас, эта книга никого не оставит равнодушным. Одни будут ей восхищаться, как я, например, а других она будет раздражать, вызывать неприязнь. Но одним словом, я держу в руке книгу, тест на определение способности человека читать между строк. Я надеюсь, что обзор был интересен и полезен для вас. Выбор за вами, читать эту книгу или не читать. Лично мое мнение, книга великолепная. И к прочтению я рекомендую однозначно. Благодарю за внимание. Всего вам доброго. Галина Васильевна, спасибо большое. Ирина Михайловна, теперь ваш обзор. И готовится Александра Николаевна. Еще раз добрый день. Тем читателям, кто желает отдохнуть после тяжелого рабочего дня и отвлечься от суеты, следует обратиться к позитивным произведениям российской писательницы Анны Джейн. На страницах ее книг не найти ничего, что могло бы расстроить, вызвать слезы или травмировать психику. Автор, творящий в жанре Young Adult, делает героями книг школьников или студентов, увлекающихся, открытых миру, ищущих любовь. За русско-английским псевдонимом Анна Джейн прячется Анна Владимировна Капранова. К сожалению, подробной информации о личной биографии нет, за исключением некоторых фактов, что живет она в Санкт-Петербурге, родилась 14 января, но в каком году она, как истинная женщина, предпочитает не говорить. А вы знаете, что с ведьмами шутки плохи, даже с ненастоящими. Надеюсь, вы это знаете, ведь у каждой уважающей себя ведьмы должен быть враг. В случае Тани это главная героиня книги, восхитительная ведьма, у которой имя обычное, а фамилия вот забавная, ведьмина, да и характер у нее соответствующий. Есть у нее врагиня Василина, и есть огромное желание насолить хоть в чем-нибудь. В плане, конечно, в этом они стоят друг друга, ведь враждовали они с самого детства, и эта вражда укоренилась, перешла и в юношество, и переросло это в нездоровую конкуренцию буквально по любому поводу. Так как эта история романтическая, то главным камнем преткновения является молодой человек. Это второй главный герой книги, Олег Владимирович Владыка. Ну, тут девочки меня поймут, как сейчас это модно выражаться, это краш. Преподаватель, молод, богат, умен, красив. Книга была бесподобна. Самой ее изюминкой выступал юмор. Герои имели как плюсы, так и минусы. Мне понравилось, что на протяжении книги их раскрыли, особенно Татьяну. На первый взгляд она кажется глупенькой девочкой, но это далеко не так. У Татьяны нереально острый язык, у нее талант в любой ситуации быстро и точно находить подходящую фразу. У меня, например, так не получается. Обычно достойный ответ, способный поставить человека на место, приходит через несколько часов, а то бывает несколько дней. И мне остается только представлять, да, мысленно, как это могло бы развиваться событие, если бы я, конечно, так не тормозила. Надеюсь, я не одна такая. Многие фразы автор адаптирует для молодежной среды. Чтобы избежать нецензурную лексику, Анна придумывает забавные диалоги. Например, «Святые ежики,
что ты здесь делаешь? Или какого покемона он намекает на то, что я богатенькая бездельница? Или, например, вот моя любимая фраза «У тебя в голове тараканы воют? Что за мысли? Сплюнь». У этой книги также есть аудиоверсия в исполнении потрясающего чтеца Инги Брик. Эмоции переданы четко, интонация просто на высшем уровне. Больше смеялась над тем, как она забавно пародирует героев, персонажей. Даже некоторые моменты переслушивала и смеялась снова. У «Восхитительной ведьмы» есть продолжение «Влюбленная ведьма». Если в первой части в основном преобладает драйв, юмор и динамика, то во второй сплошь и рядом драма, нежности, ванильные поцелуйчики и немножечко детектива. У Анны Джейн есть страница в социальной сети ВКонтакте, где она охотно спрашивает мнение своих читателей по поводу будущих сюжетных линий, ведет с ними переписку, отвечает на вопросы, разбирает свои опечатки, текстовые ошибки. Рекомендую всем к прочтению книги Анны Джейн. Читайте или слушайте, и я уверена, что вскоре в наших рядах поклонников будут пополнения. Спасибо за внимание. Ирина Михайловна, спасибо вам большое. Слово Александре Николаевне, и готовится Вита Николаевна. Проходя мимо книжных краеведческих улиц, невольно останавливаешь взгляд на сине-голубом корешке. Здесь притаился томик живой воды. Приятная на ощупь обложка никого не оставляет равнодушным, и вот уже открыт первый лист. Чем же меня заинтересовала данная книга? Во-первых, она краеведческая. Мы знаем, что к отделу краеведческой литературы редко кто подходит с улыбкой, с желанием, но мы сделаем это вместе с вами. Интересно, что альманах сборник, под обложкой которого собрались рассказы, стихи, очерки, зарисовки о родной природе, ведет свою историю с 1960-х годов. В моих руках уже 4-й выпуск, который вышел после длительного отсутствия из-за того, что не выпускали сборники. Первые 3 сборника, первый из них выпущен в 1969 году. Под одной обложкой авторы самые разные. И это и литераторы, это и начинающие писатели, это и картографы, геологи, лесники, то есть те люди, которым близка природа севера, хрупкость ее и неповторимость. Перед тем, как мы включим ролик, а мы основательно подготовились, так как обзор включает в себя и виртуальный обзор, я сделала буктрейлер по данной книге. Есть место включить его сейчас, прямо сейчас? Итак, внимание на экран. Перед вами буктрейлер по сборнику «Живая вода. Журчание живой воды». Жизни вокруг нас и в наших регионах жизни. Часто ли мы в суете будни останавливаемся для того, чтобы уловить движение, почувствовать, понять и принять красоту и неповторимость происходящего с нами здесь и сейчас? Проходя мимо книжных краеведческих улиц, невольно останавливая взгляд на сине-голубом корешке. Здесь притаился домик живой воды. Приятная на ощупь обложка не оставляет равнодушным. И вот, закрыт, я люблю. Листая книгу, будто слышишь живые голоса людей, связанных с природой. Лесников, геологов, картографов. Таким открытым людям ты веришь, понимаешь, открываешь им сокровенное. Вот, послушайте.
верите, не видят или не слышат? Шум дождя, шелест листвы, сияние солнца, одеяло белого, чистого снега. Как это можно не любить? На свете нет такого человека, который может прожить без воды. Вода – это чудо природы. Вода – это речка, видные озера, капли рассвета, это дождь, талый снег. В местах пребывания человека появляются горы мусора, горит тайга, появляется дичь. Эффект погружения в повествование усиливают графические работы народного художника Республики Коми Вадима Краева. Остановитесь на мгновение, откройте книгу, прочувствуйте всю хрупкость и красоту северной природы. Как знать, может быть, ваши впечатления, памятные события лягут в основу следующих выпусков «Живой воды». Скажите, пожалуйста, все ли было видно и слышно? Да, все было видно и слышно. Ага. Единственное, что в этом ролике отсутствует, это для какого возраста мы бы рекомендовали эту книгу. Во-первых, это руководители детского чтения и такие большие девочки, как, допустим, я, которые по итогу прочтения, меня, например, эта книга вдохновила, и я написала на нее небольшой творческий отзыв, опираясь на свои личные впечатления. Всем большое спасибо. Александра Николаевна, спасибо вам большое. Замечательно. Вита Николаевна, теперь вы. Елена Николаевна готовится. Тут видно увлеченная натура тут работает. Меня слышно? Да, слышно. Да. Итак, дорогие друзья, с вами опять Мудрая Сова. И сегодня я хочу провести обзор на книгу Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». С недавних пор я увлеклась саморазвитием. И первая книга, которая попалась мне этой тематике, это была именно книга Дейла Карнеги. Само название, оно меня очень обнадежило, потому что все мы люди, и все мы беспокоимся по той или иной причине, что как бы очень в некоторых случаях усложняет жизнь. Радует, что книга написана в позитивном ключе, не возникает ощущения, будто кто-то что-то принуждает тебя делать. То есть, читая книгу, ты сам решаешь, каким советам последовать, а какие можно оставить на потом. Ты сам определяешь момент, когда можно впустить в свою жизнь изменения. Читая эту книгу, понимаешь, что постепенно можно изменить все к лучшему и начать получать удовольствие от самой жизни. В книге встречаются советы, которые помогут избавиться от напряжения, от усталости и даже от скуки. Главное, что при прочтении книги можно будет смело начать наслаждаться моментом, можно будет начать любить себя и принимать себя, и не беспокоиться без причины. Итак, почему не нужно переживать и беспокоиться о завтрашнем дне? Какой прием поможет вам уснуть? О чем необходимо помнить, чтобы достичь большего в своей жизни? Об этом и о многом другом вы можете прочитать на страницах этой книги. Приходите, она у нас есть в библиотеке. Мы ждем вас. Спасибо за внимание. Николаевна, спасибо вам большое за обзор. Так, теперь слово передается для рекомендации Елене Николаевне. Елена Ювеналовна. Меня слышно и видно? Да, слышно и видно. Угу. Замечательно. Бурлу, добрый день.
Счастье, вот для вас какое оно? У одних оно такое легкое, искристое, яркое и беззаботное, а у других оно суровое, горькое, но сердечное. К чему я вам это все рассказываю? А вот послушайте одну историю. Далеко-далеко на севере, в Коми-деревне, жила-была девочка по имени Рая. Счастливо и весело проходило ее детство, но было в этой жизни что-то необычное. У Раи было 2 отца, 2 сильных человека, 2 Василия. Первый – кузнеч Вась. Васька кузнец, для которого Рая была пыстопеен, птичкой-синичкой. Обращался к ней так: пыстопея, птичка-синичка. Другой отец – это учитель Василий Ксенофонтович, отчество которого жители деревни не могли выговорить и звали его просто Ксенофонтыч, для кого Рая стала неожиданной дочкой. И мама у Раи, Дарья, была счастливая и несчастная одновременно. Как же такое могло произойти? Спросите вы меня, а я вам скажу. Во всем виновата война. Все перемешала она в этой жизни, в этой тихой Коми-деревеньке. Почище Санта-Барбары история получилась, только глубже, жестче, страшнее и милосерднее. Кого же из отцов выбрала Рая, спросите вы? Кого она любила? Кому она из отцов, сломя голову, рванула на самолете в Воркута-Сыктывкар? Все это вы узнаете из произведения Нины Куратовой о самых близких нам людях. Батя Елышевичт. Повесть об отцах. Душевного вам чтения. Спасибо за внимание. Да, Елена Николаевна, спасибо большое. Ага, Марина Ювеналовна, вот слушаем вас. Слышно меня? Хорошо слышно и видно. Хорошо. Книжка «Счастье» Гарина Михайловского – это книжка, в которой таится волшебная сила. Кто берет ее в руки, тот делается добрым, отзывчивым, хорошим, потому что эта книга помогает стать счастливым, увидеть счастье в этой жизни. Есть очень много книг, которые делают нас, читателей, лучше, помогают становиться добрее, наполняют нашу душу теплом. И мне кажется, одной из таких книжек счастья можно назвать книгу «Выбор» Эдит Евы Эггер. Книга хоть частично о психологии, но для меня оказалась еще и интересной автобиографией человека, пережившего Аушвиц. О концлагерях в принципе мало говорят, особенно те, кто их пережил. Автор Ева Эггер в совсем еще юном возрасте смогла выжить в тех условиях, когда живые завидовали мертвым. Книга о том, как после физического освобождения она была все еще в плену у себя, в своих воспоминаниях, тревогах, переживаниях, о том, как она постепенно нашла себя и обрела душевное равновесие, а потом стала помогать другим людям в тяжелых жизненных ситуациях. Эта книга позволяет, если не отпустить причиняющую боль ситуацию, то хотя бы ослабить его хватку и освободить место в себе для надежды и воодушевления.
Своей жизнью автор книги показывает, что в какой бы жизненной ситуации ни оказался человек, за ним всегда есть выбор – сдаться, либо бороться до конца. Книга о том, как много зависит от нашего выбора, от каждодневного выбора, который делаем мы все. И как важно делать его, оставаясь самим собой. Быть счастливым, здоровым, любимым и любящим, или погрязнуть в обидах и травмах. Это наш выбор. Если человек не может изменить события, то может изменить свое отношение к нему. Казалось бы, это прописная истина, но так сложно применить ее на практике. Так же, как дети в произведении «Книжка счастья» пытаются пройти грязную и темную дорогу, чтобы принести счастье для себя и для других, эта книга – история возвращения из бездны жизненного мрака, из трагедии, терзавшей душу. История спасения, прощения и принятия себя и любви к себе. Я считаю, что мудрости и вкусу жизни нужно учиться именно у таких книг. Она будет не только интересна, но и полезна всем, кто столкнулся в своей жизни с травмирующей ситуацией. Я думаю, что я еще не раз к ней буду возвращаться и уверена, что каждый найдет в ней что-то ценное для себя. Спасибо. Ага, спасибо большое. Хотела слово, когда добавить что-то. Коллеги, спасибо вам за интересные, содержательные обзоры, защиты проектов. Как от жюри, я понимаю, вы ждете каких-то резюме, скажем так. Я хотела бы услышать или увидеть, или какой-то знак подать. Ольга Аркадьевна, вы хотите сказать несколько слов о представленных работах? Да, коллеги, с удовольствием. Ага. Вас не видно? Ну, вот, ага. Добрый день, дорогие коллеги. С большим интересом посмотрела ваши предыдущие работы и сегодня с большим вниманием слушала, что вы говорили, показывали. И хочу сказать, что получила большое удовольствие, но тем не менее нахожусь в неком смятении чувств, потому что давайте с проектов. Все проекты очень значимые для своей территории. То есть я понимаю, что выбор тем был сделан не случайно, а потому что именно вот этого проекта в данном селе, в данном городе, в данном месте сейчас не хватает. На него есть некий социальный запрос. И это здорово, что вы учитываете то, что необходимо местному сообществу. И это совершенно правильно, что библиотека серьезный игрок на вот таком вот социальном поле местного сообщества. И все эти проекты, они ведь дают серьезные результаты. И в библиотеку идут, потому что, потому что она все правильно делает. И авторы проекта весьма интересные люди. Вот все вы, уважаемые коллеги, это лидеры, которые обладают харизмой и которым нравится то, что они делают. Но от этого возникают и сложности у нас, как у... каким образом производить судейство? Но, тем не менее, делать-то это надо, поэтому я просто объясню свою позицию, да, почему, скажем, я выставляла те или иные оценки, и почему мне казалось наиболее интересным те или иные проекты. Вот моя позиция. Высокую оценку получили проекты именно вот такой мощной социальной направленности, которые выходят за пределы библиотеки. И для меня особенно интересными стали проекты Бабушины Анны Анатольевны
Дроздовой Галины Васильевны, Паршуковой Елены Николаевны и Логиновой Ирины Михайловны. Вот по тем соображениям, которые я озвучила. Но у меня есть как бы особый человек, к которому я особо тепло отношусь. Собственно, это Ирина Михайловна Логинова, потому что в совсем небольшом селе, с совсем небольшим населением человек замахивается на огромный социальный проект, причем собирается делать его ежегодно и говорит о том, что 400-500 человек людей он под этот проект каждый год соберет. Ну, удивляюсь, восхищаюсь, думаю, что сама бы так не смогла. Спасибо, это был действительно интересный такой опыт профессионального мастерства. Спасибо всем. А что из этого получится и кто вырвется на лидирующие позиции, ну, очень интересно посмотреть. Во всяком случае, свою позицию я высказала. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо, Ольга Аркадьевна. Очень интересно было ваше мнение услышать. Нам тоже. Хотя оценки нами уже тоже выставлены, результаты в листы заполнены. И еще хотелось бы пригласить к обсуждению, наверное, и Марину Андреевну, если она махнет тоже рукой. Или есть? Махну рукой. Марина, да, каким-то... Здравствуйте всем. Здравствуйте. Все большие молодцы. Очень было интересно наблюдать. Жалко, что вот, к сожалению, немного у нас с техническим обеспечением. Но я надеюсь, что Национальная библиотека, вот особенно что касается конструктора идей, все-таки где-то материалы для более детального рассмотрения отправит, потому что, к сожалению, некоторые проекты я вот вообще не услышала. Например, Ижемский у Николаевой Виты Николаевны. У меня просто была ее картинка, и все, я даже не слышала ничего и не видела. То же самое проблемы с Вуктылом и Воркутой. Поэтому, пожалуйста, Национальная библиотека, очень просим, пошлите, пожалуйста, материалы, чтобы еще раз все-таки хорошо посмотреть и оценить. Поэтому я полностью еще пока, например, конструктор идей не оценила. Вот такое предложение. И всем спасибо, конечно, участникам конкурса, потому что на это нужна все-таки некоторая смелость, чтобы выступать все-таки в таком крупном профессиональном конкурсе на республиканском уровне. Все молодцы, всем спасибо. Спасибо. Спасибо, Марина Андреевна. И Галина Михайловна Безносикова, если подключилась, махните тоже, пожалуйста, рукой. Скажите нам и участникам какие-то слова. Галина Михайловна, не слышит или... Не видно, вот справа. Галина Михайловна, добрый день. Нет. Ну, ладно. Галину Михайловну не удалось нам услышать сегодня, но я думаю, что она еще тоже скажет свое веское слово когда-то. Спасибо огромное участникам. Мы тут даже... скажем так... Есть. Галина Михайловна. Галина Михайловна. Я есть на связи. Ага, пропадает. Что пропадает? Вас не слышно. Да, пропадает почему-то. Вот, давайте, хорошо. Ну-ка. Вот сейчас я включила, слышно меня? А вот видео я никак не могу включить. Да, бог коллеги, видео. мне тоже все понравилось. Не да, я нажимаю, вот оно не включается. Так что не включайте видео уже, не включайте. Ну, меня слышно? Да. Хорошо, вы меня слышите, коллеги? Да. Тоже мне очень любой конкурс нравится. Меня всегда Национальная библиотека, спасибо большое, берет в члены жюри. Для меня это очень большой опыт. И хочу сказать, что каждый ваш проект я сидела, конспектировала, вот, и в принципе представляю. Вот, каждый проект обязательно своим коллегам на наших планерках в рамках повышения квалификации мы все тоже
слушаем, рассказываю подробно, что-то даже какие-то элементы берут, и мои коллеги какие-то элементы берут для себя. Пока не могу оценить, сяду сейчас спокойно, каждый проект оценю, но хочу сказать, действительно, ряд проектов, очень интересные идеи, и как вот уже Ольга Аркадьевна сказала, что мы немножечко выходим, да, за стены библиотеки, уже более тесно общаемся с нашим сообществом, особенно в сельской местности, это очень здорово. Проекты действительно интересные. Вот, спасибо большое всем участникам, действительно, и за смелость, и за то, что не побоялись выступать. Вот, я очень благодарна, что приняла участие тоже как член жюри. Галина Михайловна, спасибо. Спасибо, Галина Михайловна. Коллеги, еще раз резюмируя наше сегодняшнее продолжительное, такое хорошее, ну, даже можно сказать, продуктивное все-таки работу, хочу сказать, что проекты достаточно интересные. Не во всех, наверное, отображена книга, как нам показалось. Чуть-чуть, как будто бы некоторые коллеги уходят от литературы и продвижения чтения. Но, наверное, это поправимо. Для того мы здесь и собираемся, чтобы оценить и высказать, и обсудить те или иные проекты. Идея хорошая. Осталось только наполнение чтением сделать. Это я говорю не о всех проектах, это я говорю о некоторых проектах. Особенно очень, например, нам здесь в ходе бурных таких обсуждений отметим проект «Конструктор идей», который достаточно хорошо, и девочки показали как раз результативность работы. Вот во многих проектах в том числе не прослеживалась результативность. Я уже не говорю о книговыдаче, конечно, ее с одной книжечкой сложно определить как-то, но оборачиваемость можно было определить как-то, наверное, книжечки, единственная, которая у вас в сельском на селе одна единственная. Это как-то, надо было чуть-чуть сделать. Но это вам на будущее, и тем интереснее наше с вами общение, тем интереснее на будущее вы планировать будете именно для участия, конечно, в конкурсе такие показатели нужны. Отметить также хочется подростковую программу «Подростковая среда». Она, конечно, чуть-чуть подача была не очень точной, скажем так, на наш взгляд, но это наше субъективное мнение. Но проект достаточно хороший, который заслуживает более развернутого и более такого глубокого осмысления. Что касается об обзорах, тоже прекрасные обзоры, после которых, например, про куриный бульон и про бессмертный полк захотелось взять книжечку в руки. Опять же, субъективное мнение. Достаточно неоднозначное мнение, например, почему у нас случилось, Галина Васильевна до сих пор в очках, мы так и не поняли. Она должна была уже давно как их снять, и несколько раз прочитав эту книгу. Но это вопрос на засыпку, скажем так. И хороший достаточно обзор о книжечке «Живая вода», тоже достаточно замечательный. Все молодцы. Еще раз не побоюсь, скажу, что вы молодцы, потому что поучаствовали в конкурсе, не побоялись. И это вам тоже где-то, когда-то скажется в вашей деятельности. Вы услышали и увидели своих коллег. Потому как, не знаю, на российских вебинарах или сайтах это как бы далеко от нас и тоже хорошо. Но когда мы видим коллег наших по республике, у нас все равно формируется и наше понимание, на каком уровне наша республика в том или ином отношении. И это самое важное для нас, чтобы выходить в том числе на российский уровень. Поэтому такие конкурсы нужны и важны. Спасибо вам огромное. Результаты конкурса мы все-таки будем объявлять на совещании директоров и торжественно объявим результаты там. Поэтому
потерпите, пожалуйста, до результатов, а директорам мы ждем вас на нашем совещании 2 ноября, где будут вручены и, собственно, дипломы и подарки для ваших коллег и озвучены результаты. Спасибо. Еще у нас еще минуточку слова хотела говорить. Нет, я просто хотела сказать. Еще, да. Я-то уже результаты подсчитала, дорогие коллеги. Я хочу сказать, что вы очень крутые. Даже если вы гуглили, то так быстро загуглить тоже надо уметь. Я проверяла эти вопросы на своих коллегах, некоторые из них здесь присутствуют, и они справились не так хорошо, как вы. Не зря вы участвуете в конкурсе «Библиотекарь года». Спасибо. Молодцы. Ну, вот на такой оптимистичной ноте мы завершаем. Поэтому всем своим коллегам тоже привет. Обязательно передавайте, что мы вас всегда рады слышать, рады слушать, смотреть и участвуйте в наших конкурсах. Спасибо огромное.